Добрый день, уважаемые коллеги. Думаю, можно начать работать. Так, далековато, но надеюсь, что технически наши сотрудники все выставили должным образом. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. И рассчитываю на то, что также хорошо буду слышать и вас. Дмитрий Сергеевич, я думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать сразу работать. Это будет полезнее и интереснее для всех. По ходу нашей встречи постараюсь ответить на ваши вопросы и без всяких вступительных слов удовлетворить ваше любопытство и проинформировать вас о том, каковы результаты текущего года и чего мы ожидаем в ближайшее время и к чему мы будем стремиться в нашей работе. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста. Итак, начинаем. Я с самого начала хотел бы предоставить слово абсолютному дуаену российского журналистского корпуса, одному из руководителей агентства «Интерфакс» Вячеславу Константиновичу Терехову. Дайте, пожалуйста, первый ряд микрофона. Добрый день, Владимир Владимирович. Несколько приглушенно будет, как радисты говорят, смикширован звук. В связи с тем, что вы сказали о том, что вы будете говорить о том, как будет развиваться экономика, в общем, мир эти 2 года вел всемирную войну с коронавирусом, а сейчас будет с омикроном, вероятно. Как затронула эта война экономику России? Она практически затронула всех людей. Как выбираться из этой кризиса, из этого экономического кризиса, из этой ямы? Какие драйверы, если надо ли ожидать полную вакцинацию населения, чтобы говорить об успешном развитии, возможности успешного развития экономики? И самый главный вопрос, конечно, как вы оцениваете работу вот такого вашего главного штаба, это правительства и Центрального банка в период этой войны. Извините, я сейчас говорил про Центральный банк и вспомнил, что последние, ну, кроме последней пресс-конференции, 3 или 4, у меня в вопросе всегда звучал вопрос о Центральном банке. Как-то так получается случайно. Спасибо. Ну, можно... Если полностью отвечать на все ваши вопросы, думаю, что можно, вот, если удастся на них ответить, на этом можно заканчивать и пресс-конференцию, потому что они очень объемные. И, собственно говоря, на основных направлениях лежат наши работы. Не только наши. Вы сказали, что весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Продолжается эта борьба. Вот мы знаем и о опасностях распространения омикрона, нового штамма. Думаю, что в ходе сегодняшней встречи удастся еще об этом поговорить. Как вы знаете, группа наших ученых, специалистов находится в Южноафриканской республике, где, собственно, и был коллегами обнаружен этот штамм. Они там работают, и работают успешно. Надо сказать, хочу еще раз поблагодарить наших коллег из Южной Африки. Вот. Что касается того, как отразилась эта ситуация на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5, 6, 7 или 10 ведущих экономик мира, даже 20-ку, если взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Вот уже вы знаете эти цифры. Уже даже в прошлом году мы могли говорить о этих тенденциях, а сегодня, вот я, естественно, и табличку взял, сейчас скажу об этом, ну, чтобы здесь ничего не придумывать.
рост ВВП 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6%, вот по октябрю включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, перерабатывающая 5,2%. Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году. Из-за погодных условий было 133,5, стало 123. Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал 7,6% вот на тоже ноябрь. В целом погода ожидается 6. Был спад в прошлом году 1,4. Значит, хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели, 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса, и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках. Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу, в изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост. Поговорим об инфляции, конечно. Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов все-таки 4,1%. По году будет, так вот ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, сказать, ну вот опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать для того, чтобы у нас были определенные ориентиры. Ну, мы поговорим о доходах населения, наверное, еще более подробно. Значит, уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цель вернуться к пандемийному уровню, так он стал ниже. Пандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. Ну вот до конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом. Хотя здесь возникают и определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Вот это такой серьезный вопрос. Значит, теперь сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом-то году, несмотря на все сложности, было 94 миллиарда, но сейчас это практически удвоилось. По концу года 184. Это тоже очень хороший показатель. Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальные значения в мире, где-то 4 примерно процента. Да. Значит, какие еще важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, правительства и Центрального банка в частности. Международные резервы подросли у нас, были 595 миллиардов, стали 625,5. Растет и фонд национального благосостояния, 185,2 миллиарда долларов. Вот это все говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике. Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась, было 71,5, в прошлом году стало 71. Мы наверняка тоже сегодня будем об этом говорить. И это как раз одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции. Ну, вот примерно так. Так что в целом я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, ну, будем вести себя скромно, удовлетворительные оценки. Результаты положительные. Спасибо. Да, теперь драйверы роста, вы сказали, да? Какие драйверы роста? Значит, и по поводу вакцинации. Полная, неполная нужна. Смотрите, мы уже много раз говорили об этих драйверах роста для нашей страны, исходя из конкретной ситуации, сложившейся за достаточно длительный период времени, даже
можно брать с послевоенного периода 1945 года. Какие у нас вызовы и какие, соответственно, драйверы. Вот я сейчас говорил о увеличении, к сожалению, снижению продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается. Значит, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народное население страны, 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения, у нас же рабочих рук не хватает. Вот и у нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024 к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю, еще раз хочу это подчеркнуть, про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, и про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится и является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста. Второе, какие драйверы роста? Это инфраструктура, развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении. Ну, вы знаете, что 500 миллиардов у нас идет из бюджета фактически на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках нацпроектов у нас вот было 260, по-моему, миллиардов, потом 400 с лишним, и на следующий год, по-моему, уже 460 дополнительно. В общем, из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы 2,5 триллиона рублей мы планируем направить на эти цели. 2,5 триллиона в целом. Значит, и, конечно, третий драйвер роста – это повышение производительности труда. Но здесь целый набор, начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением. Целый набор программ. Они у нас практически все сверстаны. Мы знаем, что надо делать. Ресурсы для того, чтобы работать по этому направлению, предусмотрены и выделяются ритмично. Они у нас есть. Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение задач этих рубля. Ну и, наконец, еще один ваш вопрос. Это касается полной вакцинации. У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, скажем, в Федеративной Республике Германии, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения. Хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но все-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе. Низкий уровень. У нас какой? 59,4%. Вот на сегодняшний день. Ну или на вчерашний вечер. Я вчера только, знаю наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Значит, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, там 70 с небольшим сделали 2 укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%. Ну вот, примерно так. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Давайте по крупнейшим агентствам нашим информационным пройдемся. Давайте ТАСС, пожалуйста. Добрый день, агентство ТАСС, Вероника Ичеткина. В некоторой степени хотел бы продолжить тему про социальные расходы государства, бюджета. В последнее время государство нарастило социальные расходы и, судя по всему, судя по
недавно принятому бюджету на будущую трехлетку продолжит это делать. При этом любопытно, что некоторое время назад была дискуссия о том, что социальные расходы в следующем году якобы будут урезаны. Как бы вы прокомментировали такие претензии и в целом как бы вы охарактеризовали новый бюджет, как бюджет развития или социально ориентированный бюджет? Позволите, я быстро закончу? Да, да. Спасибо. И возможно ли дальнейшее наращивание социальных расходов в условиях пандемии? И если это произойдет, вы оценивали ли риски потери контроля над инфляцией, которая у нас так уже чуть скачет? Спасибо. Да, значит, ну, во-первых, каково качество бюджета? Ну, конечно, это социально ориентированный бюджет. Ну, конечно. Ну, посмотрите, у нас тоже вчера с коллегами из правительства все это обсуждали многократно. Если посмотреть расходы на тоже здравоохранение и на социалку, да, вот по здравоохранению, значит, если взять расходы федерального бюджета и системы ОМС, и региональные бюджеты, где-то 1,5, 1,7 примерно они тратят триллиона, значит, миллиарда триллиона на здравоохранение. Значит, рост очевидный. Больше того, планировали где-то, по-моему, 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников, из федерального бюджета и из системы ОМС. А в этом году выйдем на цифру где-то около 4 триллионов. 3,9, 4. В следующем году запланировали 4, но явно будет больше тоже. И это просто цифры, абсолютно объективные цифры. Я говорю, это еще без региональных расходов, которые колеблются там, от региона к региону, от года в год, но где-то сейчас 1,6-1,7 триллиона. То есть это очень серьезные расходы. Если мы говорим о социалке, то, конечно, это рост расходов в этой сфере. Даже, вы смотрите, даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это все-таки огромная для нас цифра, 4,5% ВВП в прошлом году, и в этом году еще почти 1% ВВП, это значит 5,5, почти 5,5% ВВП, да? Значит, мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы же делали даже вот при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест. Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, уязвимыми особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Ну, мне можно перечислять, наверное, можно не перечислять, но некоторые я назову, которые, в принципе, это очень хорошо известно. Значит, расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства просто по количеству семей от 0 до 3 лет. У кого есть дети, от 0 до 3 лет. Значит, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от 3 до 7. Значит, выплачивали единоразовые, ну, делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов, мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. И в этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. И все было нацелено на то, чтобы, повторяю еще раз, или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес. Потому что бизнесу давали деньги в том случае, если они сохраняли рабочие места и определенный уровень заработной платы.
Кроме всего прочего, мы повысили МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем недавно. Но это, ну, на первый взгляд, увеличение может быть небольшое, но смысл этих действий заключается в том, что повышаются и социальные выплаты сразу, которые касаются миллионов людей, их уровень, потому что считается от МРОТа или ПМ, и, кстати говоря, отражается даже на индексации пенсий. Поэтому, без всяких сомнений, этот бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. Но я вот только что, отвечая на вопрос вашего коллеги по поводу драйверов роста, сказал и о абсолютно беспрецедентных, грандиозных планах развития инфраструктуры. И смотрите, там колоссальные какие ресурсы. Только из ФНБ мы планируем 2,5 триллиона. 500 уже выделено, 460 в следующем году планируем выделить дополнительно. Производительность труда, цифровизация практически сверху донизу по всем отраслям. Ну, огромные деньги сюда будем вкладывать. Поэтому это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен на развитие. Я думаю, что это вещь абсолютно очевидная, если посмотреть на цифры. Спасибо. Да, пожалуйста, прошу. Хотела бы уточнить еще, позволите? Конечно. Я спрашивала еще о том, как повлияет рост социальных расходов на инфляцию. Да, простите, да. Вы правы абсолютно. Это один из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности, потому что во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках. Это тоже очевидно, все это видят. Это цифры, которые у всех перед глазами. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах, во всех. В Штатах чуть побольше, в еврозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них не свойственно. Ну, скажем, если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6, по-моему, 1,6%. При целевом показателе в 2. То есть у них в 3 раза превысила целевой показатель. У нас она тоже большая, в 8%. У нас целевой был 4. То есть в 2 раза увеличено по сравнению с целевым показателем. А у них в 3. Это серьезное дело. Я думаю, что ФРС придет и что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика, она отражается на макроэкономике. И в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается. В том числе для поддержки экономики и граждан страны. У нас это тоже есть, потому что 8% много. И нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям, к 4%. Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю, что я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Но почти каждый день, поверьте. Ну, то просто по телевизору не показываем. На 3 метра люди садятся от меня, мы беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камерой там с людьми работаем. А так, то есть каждый день я практически встречаюсь. И совещания проводим. Ну, просто сядут от меня подальше люди на 3 метра. Вот и все. Но каждый день мы об этом говорим. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делают, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов. Конечно, надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться. Но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным. Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно. И полагаю, что
полагаю, что в принципе мы находим золотую середину. Почему? Здесь от повышения ставок существуют какие угрозы? Ну, ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост выше мировых 3,4-3,5% в ближайшее время. Даже не вот так, как сейчас, 4,6. 4,4, 4,5. Было бы неплохо, было бы хорошо. Но повышение ставок, оно уменьшает эти возможности. Но сегодня мы этого пока не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного Сбербанка у нас только триллион прибыли в этом году. Поэтому в целом пока вот такая золотая середина все-таки найдена. Продолжаем. Давайте третье наше крупное агентство РИА. Дайте микрофон, пожалуйста. Это центральный сектор. Настя, обернись, пожалуйста. РИА Новости, Елена Глушакова. Владимир Ильич, вы говорили сейчас про социальную поддержку, но не менее важна и бизнес-составляющая. Вот на ваш взгляд, где баланс между ограничительными антиковидными мерами и необходимостью сохранить экономику? Потому что от ограничений зачастую страдает не только крупный, но и малый бизнес, ритейл, ресторанчики, кафе, магазинчики, киноиндустрия, индустрия развлечения. И если можно в этой связи второй вопрос. Как вы оцениваете работу региональных руководителей? Они на фоне пандемии получили очень большие полномочия и по-разному ими распорядились. Вводили разного рода ограничения. Как вы думаете, насколько они удачно это делали и какую бы вы оценку им поставили? Спасибо. Значит, первое, что касается бизнеса и его поддержки, вы сказали, страдает не только крупный бизнес, но и малый. Но малый в основном и страдает. Хотя есть определенные негативы и в работе крупных предприятий. Мы тоже выработали поддержку и этим отраслям. Ну, всем ведущим отраслям, если вы помните, крупным предприятиям. Специально я об этом правительство попросил в прошлом году, в начале еще года, и правительство сделало это. Ряд мер пошли явно на пользу нашим крупным отраслям и крупным предприятиям, холдингам. Они ведь без сбоя отработали, фактически без сбоя, даже нарастили. В ряде случаев нарастили объемы выпуска продукции. Что касается, скажем, оборонной промышленности, увеличили. Значит, по малым, средним предприятиям, вот, ну, не знаю, общепит, значит, тренажерные там залы, кинотеатры, даже и театры, музеи и так далее, все, что связано с обслуживанием населения. Ну, конечно, они страдали в первую очередь, но им оказывалась помощь в первую очередь. Там же целый набор, я не знаю, нужно ли мне сейчас это все и перечислять. Это и льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровнем заработной платы. Это льготы по кредитам, это рассрочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее, и так далее. И ряд мер, кстати говоря, продлен сейчас, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета. Правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит. Ну, наверное, можно было бы делать что-то потоньше или побыстрее, но хочу отдать должное нашим коллегам. Все-таки все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. Я, как вы знаете, недавно был и на мероприятиях РСПП, и встречался с руководителями других объединений предпринимателей, в том числе теми, кто работает в малом бизнесе и в среднем. Ну, в целом люди с пониманием относятся и, в общем, положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Но, кстати говоря, и результат-то неплохой. Результат-то, я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее.
Но это же результат. Вот теперь, что касается второй часть вопроса, какая? Оценку руководства регионов. Вы знаете, я уже много раз говорил, хочу еще раз повторить. Думаю, что вы со мной согласны. И по нашему пути пошли очень многие страны. Вот на самом деле мы же первые об этом сказали, что страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, и для этого была создана правительственная комиссия, нам нужно все-таки отдать на уровне регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ну разве можно сравнить, я не знаю, Чукотку, да, и Москву? Ну разные совершенно вещи. И разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий нашей в регионах. Повторяю, так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат. Так, поехали дальше. Давайте кто-нибудь из регионов. Сейчас давайте не будем кричать. Сейчас, секундочку. Будем. Кричите. Давайте вот сидит в желтенькой кофточке девушка, город для жизни написано. Дайте, пожалуйста, это вот. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Великий Новгород, Людмила Данилкина. Наш город, в котором вы, Владимир Владимирович, не раз были, хоть и небольшой, но очень красивый, с древней историей. Я не случайно говорю про город, потому что мой вопрос отчасти личный, отчасти деловой, про городскую среду. Какой бы город лично вы, за исключением Петербурга и Москвы, выбрали бы для жизни? Это первая личная часть моего вопроса. А вторая про Новгородчину. У нас регион удачно расположен между двумя столицами, что, естественно, в плюс нашей территории. Но мы бы развивались намного активнее и быстрее, если бы недалеко от Новгорода прошла высокоскоростная железнодорожная магистраль, про которую очень много сейчас говорят и на федеральном, и на региональном уровне. Хотелось бы узнать перспективы развития, вернее, реализации этого проекта на нашей территории. Спасибо. Ну, что касается места жительства моего, да, то вы сказали, помимо Москвы и Петербурга, ну почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился. Это мой родной город, поэтому прежде всего, конечно, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге. Но у нас города и малые, и большие развиваются достаточно энергично. Хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим и в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории. И по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, по речному. Вот я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы. А вот от связанности многое зависит, потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды, но сейчас я говорю уже не про себя, но иметь возможность добраться до места работы, либо поменять его и увеличить мобильность населения. Одна из наших задач. Вот поэтому можно, я бы, конечно, повторяю еще раз,
подумал о Петербурге прежде всего, как о моем родном городе. У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар, посмотрите, как развивается. Прибрежные зоны, как развивается. Крым. Вот мы сейчас, опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии восточного полигона, но не только, а вот, скажем, Москва, Казань, потом дальше туда до Тюмени мы, в принципе, предполагаем дотянуться, потом закольцевать эту дорогу. Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встречи с друзьями, до мест, где развиты как бы другие составляющие нашей жизни, центров культуры и так далее, музеи мирового значения, где находятся и так далее. Поэтому мне кажется, у нас много мест очень красивых, достойных, где человек должен чувствовать себя и может чувствовать себя комфортно. Что касается ВСМ, это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Ну, во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, ну, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что хоть это высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. И, конечно, Великий Новгород – это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом плече Москва-Петербург, она перестанет существовать. Это очевидно, да? Потому что из центра Москвы в центр Петербурга, сколько там будет, 3 часа, ну, сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает 1,5. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной. И надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Ну, скажем, в Китайской Народной Республике там много очень подобных систем связи железнодорожных. Вот до недавнего времени они все были убыточными. Даже для Китая, имея в виду, что это страна с 1,5 миллиардом населения. Вот эта экономика, ее надо считать. Для нашей страны это важно на определенном и востребовано, конечно, на определенных расстояниях. Где-то более эффективно начинает работать авиация. Вот это все пока изучается на экспертном уровне. Спасибо. Александр, это вы сейчас кричали? Вот Александр Гамов, пожалуйста, «Комсомольская правда». Сейчас вам дадут микрофон. Нет, это не я кричал. Тогда задавайте вопрос. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли, потому что Дмитрий Песков сказал, что это ваша инициатива. Вот. Если можно, если вы не возражаете, я бы хотел вернуться к той теме, которую вы затронули вместе с Вячеславом Константиновичем Тереховым в начале. Вот. Не смогли бы вы, вот свой взгляд, вы с академиками, с нашими специалистами встречаетесь, чем все-таки объясняются новые волны коронавируса? Потому что вот каждая следующая, она зачастую сильнее, чем предыдущая. Насколько подтверждена все-таки эффективность вакцинации и как ученые и медики объясняют нам повторные случаи заражения людей, в том числе вакцинированных и ревакцинированных. И почему так высок уровень смертности? Вот эта цифра сегодня пока не прозвучала. А в сутки из-за короны гибнет, умирает порядка 1000 человек. И я вот буквально на днях еще такое ужасное открытие сделал. Я посмотрел, сколько же в мире гибнет за сутки. В мире там 6700 человек погибло. И я так прикинул, значит, в России каждый 6-7. И можем ли мы дальше с этим мириться? Владимир Ильич, я к чему это говорю? В той же демократической Австрии штрафы для тех, кто не вакцинируется. Может быть, ввести какие-то и уголовные наказания для тех, кто призывает не ходить к докторам. Просто я, знаете, вот о чем подумал, что я вспоминаю вот ваши заявления о том, что России очень тяжело, вот, нас окружают,
и все такое. И мы не можем сейчас, по-моему, позволить, мы в другие времена не можем этого позволить, чтобы тысячи человек гибли каждый день. Спасибо огромное. Может быть, нужна какая-то политическая воля у руководства страны. Мы вас поддержим, Владимир Ильич. Вы поняли, о чем я говорю? Да, я понимаю. Спасибо. Значит, по поводу того, что нас окружают, разве я так говорил, что нас окружают? Ну, база кругом, это правда. На востоке, на юге, на севере там новые системы тоже вооружения ставят, на море. На Западе тем более, мы знаем. Наверное, поговорим еще в разделе «Международные отношения». Ну, так, чтобы окружить такую территорию, как наша, это сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом. Значит, ну, бог с ним, это отдельная тема. Что касается новых волн, значит, коронавирусной инфекции, новых штаммов, чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям. Вот этого вируса. Вот и все. Это очень простой ответ. И распространяются новые и новые штаммы, появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много еще поражений, значит, иммунодефицитом, вирусом иммунодефицита. И там возникают новые и новые штаммы. Ничего здесь удивительного нет. Почему я и говорю о необходимости признания, взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой. Человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой «избыточная смертность». Вы знаете, это просто ужасно. Но здесь, что касается смертности от ковида, это сложно посчитать. Не потому, что кто-то чего-то пытается скрыть. Совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство нацеливаю на то, чтобы все было максимально открыто и понятно, и ясно. И еще и потому, говорю вам совершенно откровенно, чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Ведь смертность высокая от чего? Да уровень вакцинирования иммунитета коллективного у нас низкий, 54,9%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,5%, 59,4%. Но низкий, вот вам результат. Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Вот в чем. И будут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Ну, скажем, вот та же вакцинация. Вы спросили, да, как объясняют повторные заражения и так далее. Ну, да, повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевает, знаете сколько? Они есть, они говорят, вот ваши коллеги, сидящие в зале, и наши представители СМИ, и иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас, о чем говорят? Вот переболевшие люди снова заболевают. Заболевают сколько? 1%. 1% только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? 3-4 всего. А на койках, в палатах реанимации, в больницах, те, кто вакцинировался, там, не знаю, сколько раз меньше.
находится по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Но это цифры, объективные цифры. Нужно просто их доводить до людей, разъяснять. Ну, я уже говорил об этом, в советское время никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной, и который довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и к людям, которых они призваны защищать, они должны знать принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Вот если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Но другие способы, они контрпродуктивны. Значит, по поводу того, что надо ли там, усиливать ответственность и так далее. Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего толку? Значит, бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Вот правонарушениями нужно. Вот, скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено. В основном по 2 статьям возбуждают. По подделке документов и по должностным преступлениям. По-моему, 270 с лишним дел уже. Вот здесь надо, да, бороться. Глобально нужно разъяснять и убеждать. Пожалуйста. Так, идем. Да. Вот там у нас Актен, а то вот он не даст это слово BBC. Пожалуйста. Вот. Прошу вас. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Дайте микрофончик. Владимир Владимирович, здравствуйте. Петр Козлов, русская служба BBC. Здравствуйте. За последний год в России были признаны экстремистскими, разогнаны ФБК и штабы Алексея Навального. Сам он, сидя в тюрьме, после того, как был отравлен, провел расследование и утверждал, что нашел даже тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ иностранных агентов уже более 100 изданий. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее даже за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и нежелательными организациями и иностранными агентами? И позвольте про историю. Вы часто говорите про историю, помните ее, и, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках, при отсутствии реальной оппозиции, и когда она находилась в той фазе активного и острого противостояния с Западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, поражало страну в пучину войн и революций. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу для таких, возможно, да, для таких войн и революций? Спасибо. Да, значит, прежде всего хочу, если уже говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет.
Ни одного материала. Ну, чем это объяснить? Ну, ни одного. Вот про этот новичок или как его там. Ну, дайте хотя бы, ну ладно, не хотите брать еще раз. Предложили, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробу, проверим. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю, ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране, и есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью. Теперь дальше. Значит, по поводу реестра СМИ и иностранных агентов. И СМИ, которые попадают в иностранные агенты. Ну, согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз. Значит, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов, все считают светочем демократии. Но этот закон принят еще в 30-е годы, но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысячных только организация признана иноагентами. Вот представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. Такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли. Это не освобождает вас от уголовной ответственности. 5. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и все, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега говорит, нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию, но давайте мы сделаем, как в США, введем уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите. Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности. Здесь я согласен. Есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу и так далее. У нас 74 организации признаны иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО. 0,34. Так же, как в Штатах. Только без такой жесткой регуляторики, как там. Вплоть до уголовной ответственности. Значит, теперь по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране, на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Так, продолжаем. Давайте по телеканалам, наверное, пройдемся. Пожалуйста. Вот НТВ я вижу. Вот, давайте. Ирада Зейналова, да? Можете не представляться. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, коллеги. Если уж мы начали говорить про историю, то все получается очень
Почти по Горчакову Россия сосредотачивается. И, конечно, нам хотелось бы сосредотачиваться на наших внутренних проблемах самим и наши внутренние дела решать. Но, тем не менее, уже несколько недель подряд вся мировая пресса шумит и нагнетает. Русские идут, Россия хочет напасть на Украину, русские хотят войны, вам звонят серьезные люди, вы с ними разговариваете, объясняете, они не успокаиваются. В результате мы отправляем им наши предложения. Наши красные линии и, грубо говоря, правила игры, которых до сих пор, согласитесь, не было. 30 лет это было какое-то такое достаточно вязкое болото с указаниями нам, как мы не соответствуем чему-то. Мы отправляем эти красные линии. И мы прекрасно, то есть у нас есть понимание, что мы обозначили приоритеты нашей безопасности и наши интересы. Но также у нас есть понимание, исходя из истории, что после любых переговоров все может остаться на бумаге, как не раз уже бывало. После любых переговоров, достаточно малейшей провокации, чтобы была большая война, и все снова осталось на бумаге, все было забыто. Так вот вопрос, Владимир Владимирович, мы к чему должны готовиться? Каков реалистичный прогноз? И если уж прозвучало с той стороны слово «война», то просчитывали ли мы вероятность этой войны, даже пусть из-за какой-то провокации? Значит, вы вспомнили Горчакова, окончание фразы «Россия сосредоточивается». Вот, если вы помните, первая часть была такой, это вопрос. Его спросили, Россия сердится? Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Вот, садитесь, пожалуйста. Значит, я постараюсь очень коротко, но все-таки от печки. Ведь обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению нового государства. И работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Ну, достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и с Тимошенко, премьер-министром, который, так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорило о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали, да, спорили из-за газа, были там конфликты, значит, но в конце концов обо всем договорились и работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот, кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, там, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда Янукович, президент Янукович, он же совсем согласился. 3 министра иностранных дел Польши, ФРГ и Франции дали гарантии мирного развития ситуации, мирного процесса. Я разговаривал тогда с президентом США по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович и так совсем согласился. Он готов был уйти хоть завтра от власти. Выборы, победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали. Но зачем это сделали? После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах, не мыслил себе иначе, как частью России. Но его туда Ленин со товарищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал.
в том, как и где он хочет жить. Ну ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается. Хорошо. Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко. Только не военные операции. Да. И начал. Результат. Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять. Не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, не коренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто не выпячивают, но они есть. Значит, потом о языке. Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот что происходит. Ладно. Все говорят, Россия должна исполнять Минские соглашения. Но мы согласны. Взяли, внесли в парламент страны, правительство внесло закон о переходном периоде. Где же там Минские соглашения? Там вместо амнистии, запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административные управления вводятся. А вместо амнистии люстрация населения. Что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Как нам на это реагировать? Хорошо, вот это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать, вот такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и что-то, думая об этом, что-то делать. Второй вариант – это в целом создание, я уже говорил это в своей статье, создание на этой территории такой антироссии с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму, крымскую платформу зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят, ладно, с Крымом все, забыли. Нет. Толкают и туда тоже. Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут. Это серьезный вопрос. Вот я сейчас говорил о планах наших инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Чего это все значит, если это все приведет к конфликтам, о которых вы сейчас спросили? Но это не наш выбор, мы этого не хотим. Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности вот на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути. Так, давайте, наверное, регионы давайте мы попробуем. Вот, можно, Дмитрий Сергеевич?
Да, давайте конечно. вот, а можно я? Вот там Китай. Пожалуйста. Синьхуа, видимо, да? Я не знаю, написано Китай. Пожалуйста. Это С2, по-моему, С2. Дайте микрофон. С другой стороны, да, правильно. Синьхуа, повыше поднимите, пожалуйста. Угу. Ну да. Ну куда же вы пошли-то? Вон Синьхуа. Ну ладно. Угу. Я, правда, имел в виду вот это. Ну ладно. Извините, пожалуйста. Не дают вам слова, извините. Это бюрократия. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Китайское агентство Синьхуа. Недавно в формате видеоконференции у вас состоялись переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином. И вы отметили, что наши двусторонние отношения являются настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке. Сегодня, в нынешней особенно непростой международной обстановке, как понять ваши оценки? Спасибо. Это так и нужно понимать. Здесь нет никакого скрытого смысла. Действительно, отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией сложились так, как я их охарактеризовал. И мы, вот если вы заметили, мы с председателем Си Цзиньпинем все время обращаемся как друзья друг к другу. И называем друг. Ну, так и есть. У нас личные отношения сложились, очень доверительные. И они помогают выстраиванию деловых отношений. Ну, смотрите, в сфере экономики, ну, во-первых, вообще Азия развивается быстрыми темпами, эффективно, и Китай является безусловным лидером и мировой экономики, и азиатской экономики. Естественно, что мы развиваем отношения с Китаем в этом плане. У нас уже свыше 100 миллиардов оборот, и он превысил допандемийный уровень. В страновом измерении Китай номер один среди наших торгово-экономических партнеров. Причем мы работаем по очень разным направлениям. По энергетике. Вот мы, и Китай, и Россия взяли на себя обязательство выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Но до этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай. Ну и дальше готовы, потому что к 60-м годом не заканчивается наша жизнь, наше государство. А углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе и возможно использование и углеводородов, но только соответствующим образом их нужно будет поглощать. Значит, в атомной энергетике продолжается работа, в высоких технологиях, в космосе, практически по всем направлениям, и по высокотехнологичным в том числе. Мы работаем и в гуманитарных сферах. Годы молодежи организуются взаимные, годы науки и образования и так далее, годы культуры и так далее, и так далее. Что, естественно, объединяет людей, сплачивает их на таком бытовом даже уровне. В гуманитарной сфере мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации, причем и по самолетам, и по вертолетам. Ну и, наконец, мы развиваем и сотрудничество между вооруженными силами. Это и совместные учения, это участие в международных военных играх, это совместное патрулирование на море и в воздухе. Вот это абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае, между Россией и Китаем. И эта работа, эта напряженная ежедневная работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу. И является, конечно, серьезным таким стабилизирующим фактором
на международной арене. Да, вот там вот можно дети, там плакатик. Это вот, чтобы нам не уходить в международную тематику. Вот здесь. Вот. Защита детей. Да. Защита детей, да, центральный, центр центрального. Вот сюда, поближе к нам. Встаньте, пожалуйста. Добрый день, Владимир. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Шамиль Гулиев, Тобольское время. Актуальной по-прежнему остается проблема деструктивной информации, которую дети черпают в интернете. И вы тоже об этом говорили. Как следствие, это буллинг в школах, призывы к различным несанкционированным действиям и прочие провокации. Недавнее время назад обсуждалась тема введения регистрации в соцсетях по паспорту. Скажите, пожалуйста, произойдет ли это в итоге и какие, возможно, еще примут меры для защиты подростков от потенциально опасной информации, которую они могут встретить в социальных сетях? Спасибо. Я с вами полностью согласен. Шамиль, да, по-моему, сказали. Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос. Обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. В Конгрессе США обсуждается этот вопрос. Вызывают туда представителей вот этих глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего. И, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях, о которых вы сейчас спросили. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Вот отсюда и все негативные явления с этим связаны. Это призывы к суициду, это вот те же самые трагедии в школах. У нас 100 с лишним, представляете, 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время. Вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях. 100 с лишним. То, что, к сожалению, вот появляется, эти трагедии, с которыми мы сталкиваемся, это просто поток идет. Но 100 с лишним предотвращено, 127, по-моему. Конечно, это огромная проблема для всего мира, и для нас тоже. Вот отсюда, конечно, и требования приземления, так называемого приземления этих платформ, с тем, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Ну, интернет – это часть нашей жизни, причем все больше и большая часть нашей жизни. Поэтому и все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно – соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в том же интернете. Вот. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, о которых вы сейчас сами сказали. Ну, надеюсь, что такая золотая середина будет найдена, и мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, там другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается, и пренебрегает интересами российского общества. У вас, кстати, были в списке аккредитованных блогеры. Вот есть какие-то? Покажите мне, пожалуйста, блогеры какие-то есть? А вот дайте вот девушке, вот второй. Вы представьтесь только, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аня Хилькевич, я представляю российскую социальную сеть Япи.
И вот я тоже услышала своего коллегу. И вопрос у меня такой. Развитие вот этих всех цифровых сервисов, оно ведь несет в себе большие возможности, в том числе и в сфере образования. Образовывать и передавать информацию молодежи можно через развлекательный или игровой контент. И вот это приложение Япи, через него можно не только удобно просматривать, но еще и создавать креативные ролики, креативить. И вот вопрос такой, как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах? Или вы считаете, что поколение деградирует? Почему же деградирует? Не развивается. Да нет, ну что вы. Вообще человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт. Потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он еще и думает интереснее и креативнее. Поэтому, сейчас ведь все образование, особенно в малых возрастных группах малышей, ведь оно основано на чем? На играх основано. И, конечно, и вот те возможности, о которых вы сказали, безусловно, должны быть использованы. Поэтому-то мы, кстати говоря, и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране. Есть соответствующие планы у нас на это, деньги выделяем. И вот сейчас вот в школах должны уже закончить эту работу. В сельскую местность должны выйти с этим. 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. Почта России должна к этому подключиться. И у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такая как Почта России. Я считаю, что надо для того, чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе, вот этими возможностями, о которых вы сейчас сказали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали. Но это должна быть, вот эти возможности интернетные, о которых вы сказали, сети различные, они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь, не жили только виртуальной жизнью. Вот это тогда приведет к деградации. Но для этого и существуют представительные органы власти, которые парламенты, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге между собой должны выработать определенные правила поведения. Так, давайте, наверное, может быть, зарубежные СМИ. Давайте вот там Sky News, самый вот вдалеке. Это самый крайний правый, насколько я понимаю, сектор, да. Thank you for taking my question. I'm afraid it's in English. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как
Как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас бог с ней с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну вот о чем речь. Ну разве мы угрожаем кому-то? Значит, теперь вторая эта часть у вас какая? Повторите. What is it that you think that the West does not understand about Russia or about your intentions? Ну, знаете что? Что понимает, что не понимает. Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Вот я вам сейчас сказал очевидные вещи. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будет равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал, всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, мы сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не в великие империи, а в небольшие государства, 60-80 миллионов человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. Говорил, еще раз повторю, пускай ваши слушатели и зрители там увидят. Я уже не понял, из какого средства массовой информации. Но это не важно. Но на наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники
многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Регионы, я вижу, Калуга. Вот красно-желтые две бумаги. Да, спасибо. Здравствуйте, Калужская область, телекомпания НИК ТВ, Татьяна Зимушина. Хочу вернуться к теме коронавируса. Здесь уже говорили об его опасности, но другие болезни никуда не делись. Поэтому здесь важно подумать еще о плановой помощи. Она страдает из-за того, что сейчас ковидные койки переводятся под ковидные. Плюс еще есть другие ограничения, и здесь плановая помощь сокращается. А вот судя по публикациям других регионов, в каких-то муниципалитетах вообще прекращалась на период пандемии. Можем ли мы избежать такую ситуацию, или если еще нагрянет какая-то серьезная новая волна, опять будем еще сильнее закрываться? Можно ли как-то это исправить? И второй вопрос касается диспансеризации постковидной. Ее объявили летом, у нас она в регионе тоже началась. Вот следите ли вы за этой темой, докладывают ли вам о результатах, работает ли она, скольким помогает, есть ли эффект от нее? Спасибо. Да, значит, ну, смотрите, что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно, но это было естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки подковидных больных. Первое. Второе. Необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики, и узких специалистов для борьбы с ковидом. Еще один дефицит. Теперь пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов. То есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, и нужно было для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и помощь, плановую помощь, нужно было направлять их в другие лечебные заведения. Значит, некоторые оказались закрытыми вообще. Некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много. На первом этапе был дефицит и масок, и перчаток, и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы в работе системы здравоохранения. Значит, надеюсь, что вот все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов, хотя вот напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо вооруженным силам, ну и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Повторяю еще раз, надеюсь, ничего этого в будущем не будет. У нас подключились волонтеры, у нас подключились преподаватели вузов к этой работе, подключились студенты старших курсов. В целом нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять этим всем угрозам. Вот одно из направлений работы – это, конечно, это не только профилактика, но и постковидное восстановление. Мы выделили необходимые ресурсы. Как это работает сегодня?
к сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. У нас только, не помню, я уже говорил, нет, 1 миллион человек только прошел через вот эту систему диспансеризации. Кстати говоря, система диспансеризации должна работать вообще, в принципе, устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений, сложностей и вызовов. Но вот постковидное восстановление, постковидная диспансеризация, она достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. Здесь тоже есть определенные сложности, предубеждения, может быть. Но сложности связаны с тем, что люди просто боятся посещать лечебные заведения подобного рода, боятся столкнуться там с инфекциями. Хочу сказать, что наши специалисты, медики делают все для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые приезжают на восстановление, на диспансеризацию, но и оказать существенную помощь, потому что люди после ковида действительно в ней очень нуждаются. Мы с вами знаем, что ковид бьет по всем внутренним системам организма, и по сосудистой системе, по внутренним органам, сердце, там, почки, печень, все, и мозг могут быть поражены. Требуется восстановление. И очень хорошая система создана, отработана. Я надеюсь, что это будет расширяться. Надеюсь очень. Но условия созданы для этого. Да, продолжаем. Давайте вот мы по этому сектору пройдем. Давайте снизу. Пожалуйста, Первый канал. И пойдем вот так чуть-чуть вверх. Спасибо. Павел Краснов, Первый канал. Владимир Владимирович, газовый вопрос будоражит умы в Европе, прежде всего. Конечно, острейший газовый кризис мы наблюдаем. Но вот когда он разразился, когда цены полетели вверх в стратосферу, мы стали слышать все чаще обвинения, бесконечные обвинения в адрес «Газпрома», да и вообще России. Вот буквально на днях обвинения очередные в ограничении поставок по газопроводу «Ямал-Европа». Ну и вообще обвинения противоречивые. То мы монополизируем рынок Европы, то, наоборот, слишком мало поставляем. Вчера украинские соседи отличились. Опять «Нафтогаз» попросил Еврокомиссию ни много ни мало обязать «Газпром» выставлять на продажу больше газа. Смешно, конечно, но наверняка европейцам не до смеха. Ситуация, конечно, очень тяжелая в Европе. Абсолютный рекорд цен, 2 с лишним тысячи долларов. И никогда такого не было и представить было невозможно. Но неужели «Газпром» это виноват? Владимир Ильич, вопрос. Есть хоть крошечная частица правды во всех этих обвинениях, которые в адрес «Газпрома» звучат сейчас? Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Вот коллега спрашивал, что там Запад не понимает. Да врут все время. Вот поэтому тень на плетень наводит. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, на чуть ли не на 12% или на 20%, около 20% уже в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом. Ну, садитесь, пожалуйста. И в Европу в целом увеличивает поставки. По-моему, это вообще единственная страна, единственная компания, такая мировая, которая вот так себя ведет. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики сняли с Европы, с европейского рынка, да, значительный объем, там 14 миллионов тонн, по-моему, значит, сжиженного природного газа, утащили их на премиальные рынки. Сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, потом в Азию, Китай, Южная Корея, Япония. Потому что там больше платят. Но европейцы думали, что у них премиальные рынки. Нет, оказалось, что и в других местах. И цены поползли. Значит, много факторов. И неблагоприятная погода в прошлом году. Холодная, длинная холодная весна. Недозакачка в подземке. Ветряки не работали. Все это создало дефицит. При этом, значит, официальные власти кошмарят свои нефтегазодобывающие компании, а те, в свою очередь, не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Вот дефицит возник. Не дозакачали в подземке, а сейчас еще активно вынимают. И, конечно, это проблема. В том числе операторы некоторые западные хранят свой газ и в подземных хранилищах на Украине. Начали активно его поднимать и использовать у себя в странах. Ну, понятно, потому что поднятый газ из подземок, он стоит на порядок дешевле, чем
чем на рынке покупать. Но мы же говорили, хочу повторить, не надо разрушать контракты, долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения. Рынок отрегулирует. Ну вот он отрегулировал. 2000 с лишним долларов за 1000 кубов. Ну, пожалуйте, бриться. Берите. Нет. Вчера еще кричали, вы правильно сказали, караул, значит, это экспансия России, «Газпрома», захватывает рынок. Ничем не захватываем. Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку. Нам говорят, нет, вот туда вот качайте на спот качайте. Нам нужно удовлетворить сначала запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам. Вот смотрите, что происходит. Скажем, у нас самый большой потребитель – это ФРГ в Европе. Я могу ошибиться, но где-то, по-моему, 50-51 миллиард кубических метров по году. В ФРГ мы поставили плюсом 5,6 миллиарда кубических метров. 10%. Больше 10%. Слушайте, это прилично. В Италию поставили плюсом 4,4 миллиарда кубических метров. Вот вы сказали сейчас про Ямал-Европу. Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» во второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту. Ямал-Европа. Да что противные, вот как бы это сказать? Ну ладно. Но просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Чего же покупать-то? Чего вы транзитировать, если у них нет заявок на покупку? А что они начали делать? В реверсном режиме включили этот маршрут из ФРГ в Польшу. И вот несколько дней качают из ФРГ в Польшу. Вот я думаю, что всем это должно быть интересно. Почему? Да потому что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в 3, в 4, в 6, в 7 раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 миллиард кубических метров газа, можно заработать почти $1 миллиард, ну 900 с чем-то. Это бизнес. Это первое. И они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено контрактами долгосрочными, но теперь продают его. Но это не все. Они ведь в реверсном режиме качают газ. Как же можно в аверсном подать? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они, не заказали, в реверсе включили. Но и это только часть информации. Есть connection, там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 миллиона кубических метров в сутки. Именно столько из ФРГ подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе, в ФРГ, надо бы знать, что происходит на самом деле. И может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, значит, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику, и повлиять на цену на споте. Потому что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать в обратную сторону. В этом проблема. Причем здесь «Газпром». Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, что на них боженька заснул.
проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться. А мы готовы помочь. Мы и делаем это. Мне кажется, я убедительно это сейчас показал. Давайте дальше по этому сектору идем. Давайте мир. Мир, пожалуйста. Мир. Здесь вот первый ряд. Первый ряд, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день, коллеги. Гузель Камаева, телерадиокомпания «Мир». Владимир Владимирович, в конце года запланирована ваша встреча с президентом Беларуси. Это уже будут 6-е переговоры за этот год. Когда граждане России и Беларуси почувствуют реальные результаты дорожной карты Союза? Ну, например, возможно, отмена роуминга, единый документооборот, как вариант. Спасибо. Ну, вы знаете, у нас большой набор нашей совместной работы для сближения экономик и для придания им большей конкурентоспособности. И там не только роуминг, хотя это, конечно, должно стоять на повестке дня, я, безусловно, с вами согласен, это то, что люди должны ощутить. Но у нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду свободное передвижение и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь ведь идет о чем? О том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи. Это фискальная политика и законодательство, и таможенное. Вот это был долгий и непростой процесс согласования позиций. И должен сказать, что и Александр Григорьевич, и его вся команда непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания того, по каким темпам и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок закупок товаров и услуг, организуемые государством, белорусскими экономическими операторами. Это касается транспорта, это касается очень многих других вопросов. И поэтому я уверен, что наши граждане это почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Знаете, это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится, но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность. Вот мы строим союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Но просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего. Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Но нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики. И антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут. Давайте пойдем здесь наверх, на самый Волгоград. Значит, вот давайте, вот там написано «мусор». Нет. Это такая прозаическая вещь, но она, волнует миллионы людей. Поэтому давайте мы будем говорить о тех вопросах, которые наших людей волнуют. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, коллеги. Бурмакина Кристина, онлайн-47, Ленинградская область. Вопрос мой заключается в следующем. В Ленинградской области сейчас в активной фазе реформа по обращению с отходами. Закрываются полигоны, подбираются площадки под мусоропереработку. Но есть одно «но». Люди, которые больше всех говорили о том, что надо закрывать полигоны, они выступают и против строительства мусороперерабатывающих заводов. И сейчас, какую карту на точке Ленинградской области не покажи, везде говорят, только не здесь, хоть на Луне. Вот наш вопрос. Как убеждать людей и общаться вот в этом случае? Этот вопрос лучше задать губернатору Ленинградской области.
Но что хотела бы сказать, что, садитесь, пожалуйста, что в целом так называемая мусорная реформа, она, несмотря на все сложности, она двигается. У нас ведь главная задача решить эту проблему, конечно, в целом, но на этом пути одна из ключевых задач была создание соответствующих операторов. Они практически сейчас созданы во всех регионах Российской Федерации. Начали работать. Количество площадок в разы увеличилось. Значит, одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. Значит, и где-то уже с опережением плана мы идем на 40% примерно сейчас так. Во всяком случае, по тем справкам, которые у меня есть, мы достигли примерно 40%. Это выше запланированных показателей. То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы, переработанные уже. Это же касается и новых полигонов по-современному обустроенных. Мусор-то, конечно, куда-то надо девать. Вот вопрос, связанный это несколько вариантов. Это и мусороперерабатывающие заводы, и сжигание, там, и другие есть способы ликвидации. И есть такие, которые пока невозможно ликвидировать, они должны на полигонах размещаться, но на современных, обустроенных и так далее, подальше от жилья. Вот по всем этим направлениям идет работа. И она движется темпом выше запланированного. И это, в принципе, так неплохой показатель. Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке. Но надо показывать, как они работают. Ведь современные мусороперерабатывающие заводы, они расположены даже не только в Ленинградской области, где-то там далеко от Петербурга или даже от крупных населенных пунктов самой Ленинградской области. Но в центре крупных городов, скажем, в Японии, там в миллионниках расположены, прямо в центре городов работают и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния. Но надо просто это показать. Нельзя делать в явочном порядке. Надо людям разъяснить. Существуют и другие позитивные сопровождающие. Рабочие места, уровень заработной платы. Ну, надо идти вот по этому пути. И тогда уверен, что консенсус будет найден. Спасибо. Давайте вам Волгоград было, вот этот вот сектор, самый верх. А вот подождите, вот это ФСИН написано, да? Вот ФСИН. Дайте девочку. Владимир Владимирович, после того, как был опубликован Ксения Собчак, осторожно, новости. Слушай, не видно тебя далеко. Ну, я в красном специально. Да, хорошо, пожалуйста. После того, как был опубликован архив пыток «ГУЛАГу нет», вы своим указом сняли главу ФСИН России. Вот я только что со своей командой приехала из Иркутска, мы продолжаем следить за этой темой видеоархивов. И там очень активно обсуждают личность генерала Леонида Сагалакова. Это начальник областного ФСИН. Не так давно ему было присвоено генеральское звание. Понятно, что таких указов вы подписываете огромное количество. Но вот хотелось узнать, получаете ли вы какую-то объективную информацию на подобных людей, потому что огромное количество свидетельств того, что этот человек принимал участие и вот по тем пыткам и свидетельствам, которые были, есть такая информация. То есть здесь же тоже очень важно, кто приносит информацию на подобные назначения, кто носит эти папочки. И еще вот недавно в Госдуму был внесен законопроект о расширении понятия пытки и ужесточении наказания за них. Дмитрий Сергеевич уже говорил, что, и цитирую,
какой-либо инициативы президента не ожидается по этому законопроекту. Что это значит? Вот вы согласны, что пытки в российских тюрьмах сейчас носят просто системный характер, и как можно с этим бороться? Видели, вам показывали наверняка или рассказывали про эти видеоархивы? У вас появилось какое-то свое личное эмоциональное отношение к этой проблеме, потому что это действительно огромное количество людей. Более 300 человек вот только в Иркутском, самом страшном СИЗО-1, изнасилованных и запытанных людей. И вот все правоохранители, с которыми мы общаемся, говорят о том, что эту проблему можно решать разными способами. Один из которых, например, убрать функцию дознания у СИЗО, потому что там вот просто пресс-хаты, так называемые, к которым представлены разработчики. Это люди, которые должны быть осуждены по серьезным статьям, но они годами живут в этих СИЗО, пытают, и каждая эта пресс-хата закреплена за теми иными ведомствами, чтобы вот получать лучшую статистику раскрываемости от СК и так далее. Вот расскажите об этом, что будет делаться, и будете ли вы лично курировать этот вопрос? Спасибо. Смотрите, что касается пыток и вообще недостойного, жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где все выглядит очень благостно. Но очень много. И в Европе, скажем, в той же Франции, в Штатах, но таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нету. Это первое. Второе. Вот мы говорим о развитии пенитенциарной системы, о развитии, значит, строительстве даже новых учреждений. Вот Кресты, Ленинградская область, ну, построили же новые. Кстати говоря, в том числе после того, как я там побывал, правда, очень давно, но после этого дал соответствующее поручение, построили. Это нужно делать, потому что даже внешние условия содержания, они имеют значение. Теперь по существу, на какую информацию я опираюсь, но на информацию, поступающую из разных источников. Не то, что вот кто-то принес, мне положил какую-то бумажку, и я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на это, на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую, хочу подчеркнуть это еще раз, из разных источников. И после этого подписываю. Возможно ли здесь какие-то ошибки? Да. Такое, наверное, тоже бывает. Жизнь сложна и многообразна, ничего здесь с этим не поделаешь. Но все-таки в данном случае, и имея в виду то, о чем вы рассказываете, нужно прежде всего опираться при оценке этой ситуации, опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Это вы назвали одного-двух человек, но там уже, по-моему, свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела. Вот мы давайте посмотрим, разберемся в этом. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя. Ну, где следствие? Мы поэтому и разделили Следственный комитет и прокуратуру. Они не связаны, ни прокуратура, Следственный комитет, тем более места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции. Даже не под контролем МВД. Хотя все время этот вопрос звучит, что для эффективного расследования нужно как-то вернуть эту пенитенциарную систему назад. Да, проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае, тех преступления, это явное преступление, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание за эти правонарушения неизбежно. И в этом случае, мне кажется, мы добьемся положительного результата. Безусловно, используя и возможности правозащитных организаций. Я, когда встречаюсь с членами Совета по правам человека, эти вопросы постоянно
поднимаются. И стараюсь на них соответствующим образом реагировать. Это касается и условий содержания, это касается здравоохранения в местах лишения свободы, это касается обращения с людьми. Хочу подчеркнуть еще раз. Вот, конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие, или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему. Так, я напоминаю всем, что пора, наверное, сменить маски. Давайте следовать рекомендациям врачей. Смените маски. Тем временем, давайте, «Эхо Москвы», пожалуйста. Самый низ, П1. Максим Курников, «Эхо Москвы». Владимир Владимирович, я хочу продолжить тему, которую коллега из Sky News начала, тем более, что она просила каких-то гарантий. Вы сказали, что мы гарантии давать не будем, но вы несколько раз уже, дважды как минимум, по крайней мере, нам об этом известно, говорили с Байденом. И хочется понять, вы как видите эту ситуацию? У вас совпадают взгляды на то, какое должно быть будущее у Донбасса, какое будущее у Минских соглашений? Потому что, когда мы слышим заявление потом Белого дома, заявление Дмитрия Сергеевича, кажется, что как будто бы многое совпадает, скорее совпадает. А слово «война» звучит все чаще и чаще. И вот мы тут говорим об какой-то возможной войне. Наверное, в это время украинцы смотрят и плюются в экран, потому что к ним на территорию война уже пришла, да, в 2014 году. И они считают виноватыми в ней нас с вами. Причем они, в общем, наверное, не сильно разделяют, кто отдает какие приказы, но они действительно считают, что Россия уже воюет с Украиной. И вы вот не стали давать гарантий, а как вы себе представляете это? Я принимал звонки от слушателей позавчера, и мы говорили, как у них в семьях обсуждают возможную войну с Украиной, и, в общем, такой ужас, вообще само словосочетание это вызывает. Как у вас внутри вот эти мысли возникают? Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли это? Как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинского и наоборот? И еще короткая ремарка. Дело в том, что не все смогли попасть на эту пресс-конференцию, и как раз один коллега из «Новой газеты», Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат, он передал вопрос, я его зачитаю, чтобы не переврать ни одного слова. Владимир Владимирович, вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова? Значит, начнем с последнего. Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли. Я думаю, что вы об этом знаете. Значит, и вообще я считаю, что вот это сведение счетов, оно не просто недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Поэтому абсолютно убежден в том, что здесь даже если речь идет о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать. Это первое. Второе, что касается первой части вашего вопроса. Будущее Донбасса. Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть
посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались. Теперь по поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие, либо какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и на то, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда депутаты некоторые Рады приезжают в регионы, им говорят, за что, пенсионеры с ними встречаются, говорят, за что вы нас уничтожаете? И, конечно, плюются в экран, глядя на бравурные заявления сегодняшнего представителей сегодняшнего киевского режима. Так что кому и по какому поводу плюнуть, всегда есть такие люди. И с одной, и с другой стороны. На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять, спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме. Вы знаете, у нас ведь некоторое время назад были достигнуты договоренности. Договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут дать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих. Соответственно, в одном случае там Донецк, Луганск, в другом случае в Киеве. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти взяли потом и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали. Теперь по поводу и как они смогли это сделать, отдавая приказ стрелять по своим гражданам, если они считают проживающих в Донбассе людей своими гражданами. Своими, а не чужими. Значит, теперь по поводу того, как выстраивать будущее. В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию Украины и обеспечить, по сути, автономию, провести выборы, объявить амнистию. Чего мы видим? Я уже об этом сказал в проекте закона о переходном периоде. Вместо выборов – военная администрация. Вместо амнистии – люстрация. Вместо выборов и политических решений, политических вопросов – возвращение войск в места постоянной дислокации. Так ставится вопрос. Что такое возвращение войск в места постоянной дислокации? Ну, то есть ввести войска на эту территорию. Без всяких политических процессов, без всяких выборов. Послушайте, есть в Минских соглашениях, я уже сказал, требование внести изменения в Конституцию. Где эти изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в Конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса. Хотя, когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. И там стоят эти подписи. Должен честно сказать, они отказывались. Нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их в том, чтобы поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними отказываются просто разговаривать. Объявляют их террористами и говорят, разговаривать с ними не будем. Ну, объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе,
Президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, нациков. В чем проблема для нас? Мне кажется, про Донбасс я сказал. В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Ну, практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и Конституции Украины. Или просто убийство на улице. Убийц никто не ищет. Вот сейчас только вы спрашивали про убийства, которые, к огромному сожалению, произошли в нашей стране. Вы говорите, а где заказчики? Ну, люди сидят в тюрьме. Заказчики они или не заказчики, но во всяком случае в тюрьме сидят. А там что? Убили на улице, не ищет никто вообще. Вон в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников? Ничего подобного. То есть у нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают, этих людей, которые хотят с нами работать. Вот в чем проблема. Теперь по поводу наших договоренностей с президентом Байденом. Да, это же я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины. Он предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал, я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, мы направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что вот эта первая позитивная реакция, анонсирование возможное начало работы в ближайшее время, в первых числах января, оно позволит нам двигаться вперед. Давайте в центральной. А можно вот там, вот красненькое поднимите, татария, да, татары, да? Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Кирилл Шлыков, интернет-издание «Казан-Фест», Республика Татарстан, город Казань. В Татарстане, как и во многих других регионах России, реализуется программа о выделении участков для многодетных семей. Вы наверняка об этом знаете. Да. Программа работает, участки выделяются, с этим все хорошо. Но сейчас встает вопрос о том, чтобы развивать эти территории. Там нужны и больницы, и детские сады, и школы, и дороги. И многодетные семьи очень просят, чтобы в России появилась отдельная федеральная программа, которая бы закрепляла развитие этих территорий, потому что в регионах, к сожалению, недостаточно средств на развитие этих многодетных поселков. И, не знаю, может быть, в отдельную федеральную программу сделать, под программу в национальном проекте, возможно ли это сделать, и что вы, как президент и глава государства, планируете делать для того, чтобы развивать программу по выделению участков именно многодетным и развитию этих территорий. Спасибо большое. Вы знаете, очень правильная постановка вопроса, Кирилл. Значит, у нас ведь, я говорил в самом начале, огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. И нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали, и в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, мы обязательно такую задачу перед правительством поставили и перед регионами с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе на региональной дорожной сети, а уровень региональной дорожной сети пока отстает от развития федеральной сети, имея в виду нормативное ее состояние. Но у нас есть планы, расписанные по годам, как мы должны приблизиться и решить вопрос, связанный с нормативным состоянием этих дорог. И это все обеспечено финансированием. Нужно только состыковать
проблемы, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставлю. Спасибо, что вы об этом сказали. Это очень, очень правильно. Да, спасибо, Владимир Владимирович, потому что общество... Коллеги, минутку. Я хотел еще сказать, что армия многодетных – это огромная часть общества. Я понимаю. Мы о них рассказываем, о них постоянно пишем, они эти проблемы поднимают практически каждый день. Они говорят о том, что вы выделяете участки, государство дает, но, к сожалению, не развивается. Да, я понимаю. Вот эти 500 миллиардов, которые выделили сейчас на развитие инфраструктуры, да, плюс еще 460 в рамках национальных проектов, плюс еще из ФНБ. Вот их нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а чтобы решали комплексные задачи, в том числе и поддержки многодетных семей. Я пометил, это абсолютно правильно, полностью с вами согласен. Значит, а можно вот туда куда-нибудь подальше, Дима? Ну, вот туда подальше, что там на галерке коллеги сидят, их не видно. Давайте мы с галерки. А вот мы вот здесь же был у нас Волгоград, да? Вон, поднимите повыше, красная такая, темно-красная. Пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Анна Корохова, муниципальное телевидение Волгограда. Наш город-герой является крупнейшим центром патриотического воспитания. Вы неоднократно акцентировали внимание на значимости Сталинградской битвы, в вопросах сохранения исторической памяти о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. Важным элементом в этой работе является сохранение мемориалов. К 75-летию Победы на Мамаевом кургане была восстановлена скульптура «Родина, мать зовет». Однако на Мамаевом кургане остается множество объектов, которые тоже сейчас остро нуждаются в реставрации. Это и в том числе музей-заповедника Сталинградская битва, объекты музея-заповедника Сталинградская битва. И есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку для реставрации этих объектов? Если позволите, пожалуйста, еще один вопрос. Он действительно важный, про экзоскелет. Наши волгоградские ученые разработали Экзар-34, экзоскелет, который позволяет реабилитироваться больным с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть один пример просто приведу. Александра Агафонова, инвалид первой группы, боролась с врожденным артрогриппозом очень долгое время. Она даже не могла держать ложку в руках. И вот сейчас она является 4-кратной паралимпийской чемпионкой мира по плаванию. То есть за реабилитацией приезжали из других регионов России, стран зарубежья. Но, к сожалению, вот на местном уровне очень сложно организовать такую работу. И вот мы хотели бы обратиться с просьбой создать на территории Волгоградской области первый всероссийский центр по созданию эндопротезов. Спасибо. Вы знаете, начнем с последнего вашего вопроса. Ну, конечно, нужно подумать на эту тему. Есть ведь у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья соответствующими техническими средствами, деньги выделяются. Ну и, разумеется, вот самое эффективное, современное, дорогое нужно закупать. Это закупается из-за границы. Я уверен абсолютно, что те люди, о которых вы сказали, и их изобретения, конечно, в разы по себестоимости ниже, чем закупаемое оборудование за границей, если оно тем более такое эффективное. Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам и посмотрим. Ну, во-первых, посмотрим, как их поддержать дополнительно и на возможность создания вот этого центра. Как вы понимаете, прямо так сходу я не могу сказать, нужно там центр создавать или не нужно. У них же есть что-то, что на базе чего они работают, уже это сделали. Если так эффективно, значит, возможно, какие-то разные возможные варианты их поддержки, причем по разным направлениям, в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, там и по линии социальной политики, и по линии поддержки людей с инвалидностью. Здесь разные возможные инструменты. Дам поручение подумать, какой из этих инструментов использовать для того, чтобы их поддержать. Первое. Второе – это федеральная поддержка объектов культуры, конечно, к таким знаменательным датам, и тем более в Волгограде нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали. Ну, тоже я для себя пометил, у нас и
она осуществляется, эта поддержка. Я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Но я проверю, если этого недостаточно, и если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем. Давайте еще. Я видел там Мари Эл, центральный, тоже далеко-далеко, С4, по-моему. Мари Эл, да. Да. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Меня зовут Анастасия Петрова, я представляю Республику Мари Эл, газету «Марийская правда». Владимир Владимирович, вы предложили объявить следующий год годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Так вот, Республика Мари Эл – это многонациональный регион, в котором проживает, как и во многих других субъектах Федерации, много талантливых людей, которые развивают самобытную культуру. И наше издание, в частности, «Марийская правда», которое, кстати, в этом году вошло в десятку лучших газет России, регулярно о них пишет. Так вот, вопрос вот в чем. Как вы считаете, Владимир Владимирович, может быть, стоит в закон о народных художественных промыслах разработать и принять какие-либо поддержки, направленные на развитие народного искусства, и чтобы эта поддержка носила регулярный, постоянный характер? И еще, да простит меня администрация и мой главный редактор, впервые за 20 лет задаю вопрос вам, чему очень рада, и позволю себе лично от себя маленькую просьбу к вам. Владимир Владимирович, вы знаете, из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только до Москвы. Вот я вчера выехала, собственно, на один у нас рейс 19:26, да, чтобы приехать сегодня на пресс-конференцию. Но очень бы хотелось, чтобы из Йошкар-Олы на поезде можно было уехать в Нижний Новгород, в Самару, во Владимир. Потому что, знаете, вот я, например, в мае ездила в Нижний Новгород, у меня нет машины, я заказываю Блаблакар, и приходят такие, знаете, мошеннические ссылочки, что переведите там деньги. Ну, то есть я-то понимаю, да, как молодое поколение, что это мошенники, да, могут таким образом в сервисе обманывать. Но старшее поколение, которое, например, точно так же захочет съездить в Нижний Новгород из Йошкар-Олы или во Владимир, оно, к сожалению, переведет этим мошенникам деньги. Может быть, стоит как-то позволить транспортную железнодорожную развязку расширить, не только из Йошкар-Олы, да, уезжать в Москву, но, то есть, точнее, из Йошкар-Олы не только в Москву, но и в Нижний Новгород, Владимир, как я уже сказала. Спасибо. Да. Анастасия, да, смотрите, я обязательно переговорю вот сегодня, завтра с Олегом Валентиновичем, руководителем РАО и РЖД. Ну, и такое поручение, безусловно, он получит, посмотреть на связанность этих территорий близлежащих. Конечно, всегда РЖД работает в рыночных условиях, всегда компания смотрит на экономическую составляющую. Есть ли загрузка, будет ли она, но я с вами согласен, если ничего не делать, то ничего не будет, поэтому пусть попробует. Я уверен, что он услышит, даже и звонить ему не нужно, я тем не менее позвоню, поговорю с ним, посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать, полностью с вами согласен. Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей. Теперь по поводу о народных промыслах. Я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли это решение, в том числе и в сфере образования тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. Все-таки вот Мари Эл и другие республики, близлежащие, расположенные, они уникальны по-своему. Я вот помню, когда приезжал, смотрел, как люди там живут, и как, причем в повседневной жизни, в быту, как они используют все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Конечно, всегда возникает желание все это поддержать. Вы знаете, я для себя пометил, и вот то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать. Спасибо вам за то, что вы этот вопрос поставили. Это очень важно. Для нашей многообразной, многонациональной страны это чрезвычайно важно, поддерживать языки и культуру, самобытную культуру народов России. Так, давайте центрально не будем забывать тех, кто без плакатов. А давайте вот рядом, Настя, вот рядом, да, молодой человек, пожалуйста, представляйтесь только. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я представляю Вологодскую область, газету «Красный Север», Артем Виловатых.
У меня такой вопрос. Вы знаете, что Вологодская область – это родина Деда Мороза, Великий Устюг. Вы там бывали, конечно, безусловно. И вот недавно, буквально вот вчера, один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на нашего общего Деда Мороза, потому что тот не выполняет его желание, уже 23 года не выполняет. Вот как вы, Владимир Владимирович, относитесь к тому, что наши соотечественники в последнее время строят свой личный пиар, или, как говорят сейчас, ловят хайп, практически на любой теме? Это первый вопрос. И второй, соответственно, вопрос. А у вас-то как отношения с Дедом Морозом построены? Ваше-то желание выполняет? И в этом году что-нибудь пожелаете? Все-таки скоро Новый год. Немножко хотелось какого-то веселого, так скажем, доброго вопроса. Спасибо. Да, а это взрослый человек, да, который... Это юрист из Санкт-Петербурга. Да, если 23 года он не выполняет его желания, ну, да. Я думаю, что достаточно взрослый человек. Это юрист из Санкт-Петербурга, взрослый человек. Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. В этой связи, что же сказать-то, в этой связи, я думаю, вот я бы так ответил. Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты. Но что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет. А ваши все-таки отношения с Дедом Морозом как построены? Ваши желания выполняют? Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов и всей страны, и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации. Спасибо. Давайте мы в ту сторону. Давайте тоже вот без плаката. Нет, Россия-24. Извини, пожалуйста. Извини, Дима. Вот в России ясно, что Россия-24 на посту. Вот переселение. Вот девушка поднимает плакат. Это всегда вопросы острые очень. Владимир Владимирович, добрый день. Коллегам доброго дня. Меня зовут Дарья Шучалина, город Сыктывкар, Республика Коми. Я представляю газету «Панорама столицы» и уже 11 лет занимаюсь общественной деятельностью, руковожу Центром ЖКХ «Контроль» по Коми. Что? Руковожу Центром ЖКХ «Контроль» по Республике Коми. Да. И параллельно я еще журналист. И в числе, наверное, одних из ключевых вопросов, которыми ко мне обращаются граждане, они связаны с программой переселения из аварийного жилья. Да. И, пользуясь случаем, вам огромнейшая благодарность, потому что у нас в стране опыт уникальный по финансированию из бюджета вот такого образа решения квартирного вопроса для наших людей. Ну, такого, по-моему, вообще нигде нет. Действительно этого нет. И у нас сейчас уже по счету в стране вторая программа действует для всех регионов. И, значит, первое – это предложение к вам. Рассмотрите, пожалуйста, Владимир Владимирович, возможность продлить эту программу после той, которая у нас действует сейчас, она с 2019 года на 5 лет рассчитана. И если это возможно, не сокращать на нее финансирование, потому что с каждым годом, параллельно с расселением аварийного жилья, мы постоянно признаем аварийными следующие дома. Да? То есть у нас этот жилфонд, он постоянно становится аварийным, даже несмотря на программу капремонта. Это предложение. А что касается вопроса, как вы оцениваете те условия, значит, которые выдвигаются Федеральным центром для регионов, для того, чтобы расселять аварийное жилье, эффективны ли они, на ваш взгляд? Будете ли вы их усиливать, ужесточать или, быть может быть, ослаблять? И большая просьба обратить особое внимание на взаимоотношения переселенцев с банками, потому что у очень многих граждан квартиры в домах, которые признаются аварийными, они
взяты в ипотеку, и, к сожалению, на сегодня не удается людям решить вопрос тем, чтобы либо сократить эти выплаты, либо каким-то образом все-таки, ну, скажем так... Постойте, при чем здесь ипотека, не понимаю? Еще... Расселение аварийного жилья и ипотека. Да, почему? смотрите, у нас очень многие жильцы, они покупали, вот, например, несколько лет назад жилье, значит, которое в ипотеке у них, а вот недавно оно признано аварийным. И получается, что к следующей программе, если она все-таки будет, то они вынуждены, платя ипотеку, при этом оставаться в аварийном жилье. И с этими домами люди не понимают, что делать их уже не продашь, необходимо будет ждать следующей программы, но при этом платить банку. То есть вот этот нюанс, он на сегодня беспокоит очень многих людей. А в этом году, потому что у нас муниципалитеты были очень вдохновлены двумя программами, и в этом году очень массово проведена инвентаризация. Это касается не только Республики Коми, я общаюсь с коллегами в других регионах. Все муниципалитеты массово провели инвентаризацию, выявили дома, в основном деревянные, которые сейчас признаны аварийными, но они в эту программу не будут включены, потому что она у нас действует в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2017. Соответственно, мы все очень ждем новую программу с тем, чтобы вот те дома, которые в этом году признаны аварийными, чтобы они в нее вошли. Но параллельно уже сейчас нужно думать о том, как решить вопрос с ипотечными квартирами в таких домах для тех людей, для которых это, ну, по сути, единственное жилье. Да, значит, действительно у нас первая... Садитесь, пожалуйста, Дарья. Первая программа была до одного, работала в отношении жилья, признанного до одного временного периода аварийным, потом до 1 января 2017 года признано аварийными. И, конечно, я уже много раз говорил на этот счет, и хочу повторить еще раз, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Вот что касается квартир, домов, которые взяты по ипотеке и уже признаны аварийными, то это, конечно, особая ситуация. Это просто качество строительства. Нужно смотреть, что делать и как поступать со строителями, с теми, кто контролировал это строительство и так далее. Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать. В этой связи первый вопрос по поводу соучастия в этой работе и софинансирования со стороны регионов. В целом, я понимаю, всегда регионы хотели бы свою долю участия сократить, это понятно, а больше объем возложить на федеральный бюджет. Надо смотреть это в зависимости от региона и от региональных финансов, о состоянии региональных финансов. Потому что людям, по большому счету, все равно взаимоотношения между Министерством финансов Российской Федерации и соответствующей финансовой структурой региона. Им нужно решать проблему. И государственная власть, если она действительно претендует называться таковой, должна прежде всего, конечно, исходить из этой сверхзадачи, удовлетворить людей. Поэтому, конечно, будем настраивать этот механизм, но имея в виду, что и финансовые возможности регионов, они ведь растут. И доходы региональных бюджетов существенно выросли. Это все в Минфине России фиксируется. Поэтому будем вот исходить из реалий. Но все равно я обращу на это. Мы все время этим занимаемся, поверьте мне. Мы все время смотрим и все время ведем эту дискуссию в правительстве. Это повод, ваш вопрос, повод вернуться к этому еще раз. Обязательно поговорим на эту тему, подумаем. Значит, теперь надо, конечно, разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. У меня сейчас прямо сейчас нет ответа, но мы его поищем. Если такая проблема существует, мы ее поищем. Я, честно говоря, даже первый раз об этом слышу. Всегда исходил из того, что аварийное жилье, оно когда-то там при царе Горохе построено или где-то в 50-е годы, и разваливается, и людей срочно нужно оттуда забирать из этих трущоб. Но тем не менее, такая, если проблема существует, мы с ней разбираемся. Вот. Ну, самое главное, конечно, самая главная часть вашего вопроса, будет ли продолжение этих программ, то есть будет ли признано аварийным жилье после, значит, вот 1 января 2017 года, и будут ли выделяться для этого соответствующие деньги. Будут. Программа готовится. Россия-24 вот, на посту. Спас. Вот там, давайте Спас. Извините, Россия-24, ну, следующий, ладно? Следующая Россия-24, да. Спас. Извините. С2, да. Наверное, выйти надо, да? Не волнуйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Вероника Иващенко, телеканал «Спас». Вопрос следующий. Владимир Владимирович, вы начали говорить сегодня как раз-таки о демографии, про многодетные семьи сегодня звучала информация. Вопрос в следующем. У нас, мы все это знаем, главная нерешенная проблема русских – это демография. Почему? Потому что Россия сейчас, в данный период, расхотела рожать. У нас растет уровень жизни, все хорошо, внешние блага, но почему-то люди не рожают. А если посмотреть на статистику разводов, то в том числе можно сделать вывод, что мы еще и строить семью разучились. Как вы думаете, в чем причины? Ведь это болезни, можно так сказать, именно не экономического, а духовного порядка. Вот, потому что мы всю жизнь гордились... Ну, у меня прадедушка, прабабушка, у них 7-10 детей. То есть мы всегда были многодетными, и всегда мы были, ну, собственно, с традициями крепкой семьи. Вот. И какие меры, кроме экономических, понятно про материнский капитал и все остальное, какие меры вы видите полезными, чтобы эта ситуация изменилась? Спасибо. Вы сказали про традицию многодетных семей в России. Знаете, по линии моих родителей, мамы и папы, у них в семьях их родителей было много, там 9-10 детей, и мальчики, и девочки. Кстати говоря, и с одной, и с другой стороны почти все, не все, но почти все погибли во время Великой Отечественной войны. Это огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом. Напомню еще раз, что демографический провал у нас случился в 1943-1944 годах и в 1991 после развала Советского Союза. Почему? Да потому что горизонт планирования стал минимальным. И, как ни странно, даже в 1991 году после развала СССР у людей, судя по всему, было такое же настроение, как во время Великой Отечественной войны. Горизонт планирования семьи сузился до нескольких дней. Вот, поэтому вот так все происходило. Значит, что касается того, что Россия расхотела или разучилась рожать, у нас, вот я сказал, 91-й, а потом 2004-2006 у нас рождений было гораздо больше, чем в 91-м и так далее. Количество рождений начало нарастать. И связано это, ну, как бы прозаично это ни звучало, с изменением экономической ситуации и с расширением горизонта планирования. Все-таки поднять на ноги малыша – это довольно сложное дело. И по финансовому отношению очень непростое. Поэтому все наши действия, в том числе в период пандемии, были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Я уже сказал об этом в начале и хочу еще раз повторять. Не буду сейчас повторить, но не буду повторять все, что я сказал, потому что там сказать нужно гораздо больше. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших там 1,5 лет. И надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль с точки зрения поддержания процесса демографии. Но есть и, конечно, вещи более тонкие и более глубоко лежащие и непонятные на первый взгляд. Ведь такая же проблема, связанная с демографией, она во всех постиндустриальных странах. Во всех. Вы посмотрите на Европу. Везде одно и то же. С чем это связано? С изменением не интересов, а изменением приоритетов в жизни людей, в том числе в жизни женщин детородного возраста. Образование, постобразование, карьера, а потом ребенок. И это уже к 30 годам. А там уже и о втором не задумаешься. Это, это такая общая тенденция. А это вообще тонкая вещь.
Даже у демографов, у людей, которые занимаются этим профессионально и всю жизнь, у них нет окончательных ясных ответов на эти процессы. Но примерно так, примерно так. При этом, вот что касается духовной составляющей, и здесь вы, конечно, правы. Здесь вот карьера, благосостояние – важная вещь, но понимание того, что счастье, радость, отцовство и материнство выше материального благополучия на данный момент времени. Вот это понимание должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей. И, повторяю, ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все стороны большой, дружной, хорошей, все положительные стороны большой, дружной, красивой семьи. Показывать какое-то счастье иметь детей. И убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует. Но делать надо талантливо, ярко, тонко, с помощью средств массовой информации, наших деятелей искусства, общественных организаций. И поддерживать людей, которые принимают решения о том, чтобы завести ребенка, материально. Вот давайте будем все вместе двигаться по этим направлениям. Да, вот у вас девушка поднимает плакат «Боль». Что такое случилось? Здравствуйте, Республика Бурятия, телерадиокомпания «ТВКом», Ася Касьянова. Да. Дело в том, что в нашем регионе реально есть один очень острый вопрос. Наша инфекционная больница уже в очень плохом состоянии, ей 80 лет. И при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз. И рассчитана она не на так много мест, всего лишь около 200. И сейчас в условиях пандемии этот вопрос еще более обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали. Нам нужно новое здание, и республиканские муниципальные власти в этом направлении работают. Уже участок найден, но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная, и у нас в республиканском бюджете таких средств нет. Это Бурятия? Да, Бурятия. Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. И правильно вас начальство настроило на то, чтобы вы задали этот вопрос. А я вам обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать для того, чтобы вопрос решить. И он актуальный абсолютно. И связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а связан и с будущими возможными событиями. И в предыдущие годы, когда у нас было все так благополучно, мы сняли определенные объемы финансирования с этого направления здравоохранения. И многие вещи пришли в состояние абсолютно недопустимое. И вот я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать. Спасибо большое. Один вопрос. Дело в том, что накануне у нас в Улан-Удэ, столице Бурятии, случилась очень крупная коммунальная авария. Вы, наверное, знаете об этом, да, пожар на ТЭЦ. Если позволите, я дам слово своей коллеге. Она хотела бы эту проблему осветить. Да, то есть вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича. Ну, давайте. Работайте пресс-секретарем. Самбина. Слышно меня, да? Самбина, да. Владимир Владимирович, да, Самбина, уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Баирма Роднаева, телеканал Бурят ТВ. Дело в том, что вот сегодня у нас в 3 часа ночи в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. На одной из ТЭЦ произошел пожар, и почти половина города осталась без горячей воды и отопления. И сейчас подсчитываются убытки, но уже известно, что предстоит большой ремонт, и, скорее всего, средств не хватит, и руководство нашего региона
просит посодействовать в решении этой проблемы. И у меня еще один вопрос, Владимир Владимирович. Обсуждалось в последнее время о том, что Байкал может стать особой федеральной территорией. У нас уже есть такой пример, как Тункинский национальный парк, где местные жители постоянно испытывают проблемы с узаконением земли, с различными вопросами жизнедеятельности. Скажите, пожалуйста, вот судьба Байкала по части федеральной территории, есть ли какие-то новости? Неужели станет от жителей Бурятии Байкал вот в этом плане дальше или сложнее жить? Спасибо большое. Но что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся, прямо сейчас закончим работу, обещаю вам, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции, выяснить, что там происходит и чем нужно помочь. Это первое. Что касается Байкала, то мне неизвестно об этом. О том, что даже обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. И в любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал такой вопрос, я, честно говоря, просто первый раз об этом слышу, значит, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала. Вот и все. Наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу. Но хочу вот подчеркнуть, если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневается, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости – помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут. Так, вот туда давайте все-таки переедем, туда подальше, опять на галерку вернемся. Дмитрий Сергеевич, видите там что-нибудь? Я вижу. Да, пожалуйста. Сейчас я скажу. Так. У нас... А вон синенький плакат, это голубенький. Вот выше поднимите. Да, его, вот. Давайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день, коллеги. Телеканал «Казахстан», Индира Бегайдар. Господин президент, расскажите, пожалуйста, каким направлениям региональной и международной повестки в диалоге с Казахстаном Россия будет уделять первостепенное внимание в ближайшее время? И, насколько мы знаем, в этом году у вас планировался визит в Казахстан, который не состоялся из эпидситуации. Планируете ли вы в следующем году посетить нашу страну? Спасибо. Да, Индира, да? Значит, что я хочу сказать. Казахстан – один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. И они были заложены и первым президентом Казахстана, Нурсултаном Назарбаевым, и сейчас подхвачены эти направления, и это поддержание этого качества отношений новым президентом, с которым у меня очень близкие дружеские отношения сложились. Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном, так сказать, режиме те мероприятия, которые планировались, но я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов Евразэс и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие. Какие направления сотрудничества? Прежде всего, конечно, это экономика. С Казахстаном в сфере экономики развиваются отношения по самым разным направлениям. Но одна из главных задач – это изменить структуру наших экономических связей. И больше внимания и с большим эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития. Это цифровизация прежде всего, это такие важнейшие направления, как, скажем, генетика, медицина,
это космос. С Казахстаном все-таки мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Много вопросов. Тем не менее, я согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями, о том, что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, в том числе и развивать собственные компетенции по этому направлению. Полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы. У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Но вы же сами знаете, как в Казахстане, сколько людей изучают русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Развивается количество, увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений. Конкурс очень хороший в эти учебные заведения. Мы сотрудничаем с Казахстаном и как со страной, которая является активным членом ОДКБ. Обращаю внимание, что военное оборудование и техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам, в основном, главным образом. Но и первый президент Казахстана был инициатором создания Евразес, Евразийского экономического союза. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вот такой темп, набранный нами, и качество будут сохранены. Да, если мне вернули из Бурятии полномочия надолго. Да, это не я, это Бурятия вам вернула. Скажите им спасибо за это. Спасибо, Бурятия. Тогда Россия-24. Да, Россия-24, конечно. Да, Россия-24 на посту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вопрос мой касается ситуации вокруг компании «Роснано». Ситуация, которая, как считают некоторые эксперты, развивается по плохому сценарию. Я процитирую: «Мало информации, много долга». Собственно, долги несоразмерными считают и в самой компании, говоря о реструктуризации. А агентство Fitch в это самое время считает, что это такой тест для государства. Все происходящее вокруг «Роснано», имея в виду, что кредиты компании давали под государственные гарантии, и, соответственно, сейчас государство должно ответить, а будет ли оно финансово обеспечивать вот такие вот, в общем, высокорисковые инвестиции. Как вы ответите на этот вопрос, иначе говоря, будет ли государство каким-то образом выплачивать долги «Роснано» и какие вообще у этой компании, на ваш взгляд, перспективы? Спасибо. Значит, действительно, это непростая проблема, потому что я сейчас не буду называть цифры, кто-то говорит там 140 миллиардов, кто-то говорит 102 миллиарда, и по-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством самой компании. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась. Но действительно есть достаточно большой объем гарантий, которые предоставлены правительством Российской Федерации под проекты. Надо сказать, что вообще компания «Роснано» – это, по сути, венчурная компания. И не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании, потому что считал, так же, как и в свое время подталкивал правительство и соответствующий финансово-экономический блок к финансированию создания нашей группировки, спутниковой группировки ГЛОНАСС, иначе мы попадали бы в такой цуцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите в силу технических возможностей тогда наших космических аппаратов. И при том объеме финансирования никогда бы не создали полноценную группировку, которая позволила бы нам заниматься и решать задачи в той сфере, которая перед ГЛОНАСС стоит. А мы сделали это. У нас возникло еще раньше, чем наши китайские друзья создали Байду, ГЛОНАСС возник, сразу после GPS.
и работает компания, развивается. Не без проблем. То же самое с Роснано. Конечно, это в значительной степени непротаренным путем коллеги шли. И ясно, что часть проектов реализована успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Но это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями. Но надо посмотреть на реальное состояние. Надо, чтобы компания, не государство, а компания поработала со своими кредиторами, с банками. Сбербанк избавился от значительной части кредитов, он там перепродал их куда-то. Может быть, у руководства Сбербанка была какая-то инсайдерская информация, но, тем не менее, это сделали. Но, тем не менее, значит, госгарантии существуют, они должны исполняться, но это не исключает работу компаний с банками и повышение улучшение своих экономических показателей. Кстати, совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих обязательств, своих бумаг из своих собственных средств. Это значит, что в целом компания является жизнеспособной. Но это такой процесс, думаю, что его надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые, конечно, должны приносить доход, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать. Давайте, может быть, чуть-чуть. У нас много очень регионов. Там было. уголь написано. Можно, Дмитрий Сергеевич, написано уголь. Вот прямо здесь. Вот, да, вот здесь. Да. Уголь поднимите повыше. Это важно. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо за возможность задать вопрос. Меня зовут Александра Черданцева, информационное агентство Политсибру, Барнаул, Алтайский край. Я не буду про тему угля много рассказывать. Вы прекрасно об этом знаете. Алтайский край, как и многие, наверное, регионы страны, столкнулся с тем, что у нас муниципалитеты, кто-то из-за того, что дефицит был топлива, кто-то из-за того, что оно подорожало, не смог вовремя начать отопительный сезон. Возможно, где-то муниципальные власти этот момент упустили. И мой вопрос даже не о том, кто виноват, вопрос о том, что делать и что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь. Да, спасибо. Вот мне очень интересно поподробнее услышать от вас то, что происходит и где. Почему? Потому что и региональные, и федеральные власти мне совсем недавно говорили, что все полностью готовы к отопительному сезону. Где же произошли сбои? Конкретно можете назвать? Нет, сейчас все полностью готовы. Отопительный сезон у нас идет. Возник некий период, когда муниципалитеты говорили о том, что очень дорого покупать уголь. И отопительный сезон идет, все вроде бы замечательно, но цены-то остаются высокими. И эти деньги где-то надо находить муниципалитетам. Значит, естественно, вы знаете, у нас же для этого существуют субсидии. Для этого кстати, знаете, вот даже с другой стороны зайду к этому вопросу. Мы ведь не случайно внесли изменения в Конституцию, связанные с тем, что все уровни публичной власти являются единой системой. И поэтому то, что в муниципалитетах там чего-то не хватило, это не отговорки для руководителей регионов. Они должны соответствующим образом на это реагировать. И несмотря на подорожание, надо было обеспечить соответствующие объемы, необходимые для своевременного начала отопительного сезона и его прохождения осенне-зимнего максимума. То, что уголь подорожал, это хорошо. Просто надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Уверяю вас, и компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам. Они наверняка пошли бы, если бы перед ними поставили вопрос своевременно о том, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов, где, собственно говоря, и проживают их сотрудники. Поэтому это просто упущение муниципалитетов и регионов. Вы не хотите мне называть, значит, о чем или о каких конкретно муниципалитетах идет речь. Я вас не хочу к этому принуждать. Но вот
напишите мне, я поразбираюсь, что там произошло. На краевом уровне как раз с запасом-то угля все в порядке. А население, население в том числе столкнулось с этой проблемой. Ну так я спрашиваю вас, где конкретно, в каком муниципалитете? Ну, у нас очень жаловался на это Локтевский район. Люди говорили, Локтевский район. Хорошо. Люди говорили о том, что очень дорого покупать уголь. И просто не хватает на это денег. У людей Хорошо. просто. Значит, путь простой, субсидии. И мы же их предоставляем, в том числе для прохождения осенне-зимнего максимума. Просто нужно своевременно реагировать на это, вот и все. Здесь нет ничего, так сказать, необычного, ничего сложного. И повторяю еще раз, в ходе подготовки все руководители и регионального уровня, и федерального заявили о том, что страна к прохождению и к началу отопительного сезона готова. Ну, наверное, сбои возможно. Я проверю, где и что происходит. Договорились? Спасибо. Угу. Давайте вот сюда пойдем. Давайте вот без плаката, вот L3 большие, вот единственный без плаката сидит человек. Представляете. Мурат Газдиев, РТ, как вы угадали, надо же. Вопрос о том, о чем вы говорили недавно, Владимир Владимирович, о проблемах, системных проблемах в западном обществе. Это культура отмены, это привычных понятий, отвергание привычных понятий вроде мама, папа, семья или даже пол. Возможно, вы слышали, достались даже Джоан Раулинг, на которую ополчились даже актеры Гарри Поттер, из-за ее радикальной позиции, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Какое у вас отношение к новой этике? Придет ли эта карета ценностей в Россию? И не превратится ли борьба государства за традиционные ценности, опять же, как это было в СССР, в борьбу с субкультурами молодежными и организациями? Ну, очень бы хотелось, что, во-первых, то, что эта карета придет, неизбежно. В условиях сегодняшнего мира с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции. И новые штаммы, они все появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать свои эффективные. Но если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же, то, ну, ради бога, но существует же какой-то здравый смысл. Вот я боюсь ошибиться, но, по-моему, вряд ли я ошибусь. Вот в Штатах, по-моему, вот сейчас говорили, Ксения задавала вопрос про места лишения свободы. По-моему, в Штатах. Если я ошибусь, не сердитесь строго на меня, значит, не судите меня строго, не сердитесь. Значит, сиделец один объявил себя женщиной, сидевшей за изнасилование. Объявил женщиной, потребовал перевода его в женскую тюрьму. Его перевели, он тут же изнасиловал свою сокамерницу. Но здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены, да, объявляют себя, мужчины объявляют себя женщиной и выступают, ну, скажем, по тяжелой атлетике. Или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Но здравый смысл должен быть какой-то. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – мужчина. Мама – это мама. Отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации. Особенность нашего общества тысячелетнего и сила заключается в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И мы научились с уважением относиться друг к другу. С уважением. А что это значит? Значит, с уважением относиться и к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех
Есть определенная внутренняя моральная защита вот от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть на марше, быть лидерами в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах, имея в виду здравоохранение, скажем, или образование. Но надеюсь, что у наших народов России, хватит внутренних, глубинных, иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями и окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей, о чем я всегда говорю. Давайте перейдем сюда. Мы тоже федеральные СМИ не будем забывать. Дайте, пожалуйста, лайв микрофон. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Александр Юношев, лайв. Позвольте вас вернуть немножко к внутренней повестке. В самом начале вы говорили, что наше правительство работает удовлетворительно. Хотелось бы по персоналиям пройти. Кто из министров ваш любимчик? Кому вы уже выписали премию? Интересно, какого размера даже. А кому от вас досталось больше всего? Кого вы отчитывались с закрытыми дверями? И вот мы все видели, как вы с Шойгу в тайге отдыхаете. А почему Мишустина не берете с собой? Что такое? Спасибо. Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет? Поэтому когда-то Михаил Владимирович уезжает и отдыхает, и публично, и не публично. Каждый из нас, во всяком случае, председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, он звонит, ставит меня в известность, так оно же заведено, и говорит, что я бы вот поеду туда-то, туда-то, меня... Но на связи, он всегда на связи. Значит, ну, что касается поездок в Сибирь, то это, знаете, я прямо делаю с начала 2000-х годов. Это уже для меня это часть моей жизни. Вот мне спрашивали, где бы вы хотели жить, в Петербурге, в Москве. Вот в Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Просто реально это, ну вот это, знаете, золотой фонд России. Это сибиряки. Вот по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть. Но я говорю в целом. Что касается кого ругать, кто там любимчик. Вы понимаете, у меня не может быть любимчиков. И такого не было никогда. Если я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо, но если я вижу, что или где-то не дорабатывают, или стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем. А что касается премии, да, я считаю, что, в общем, по результатам работы по преодолению пандемии, конечно, и некоторые члены администрации, и члены правительства достойны того, чтобы премию выплатить. Но здесь, я считаю, нужно подходить не столько дифференцированно, сколько оценивать общую работу правительства. Поэтому кому-то выделять, кому-то слишком много там давать какие-то премии, кому-то, значит, как наказание выдать только, не знаю, 5 копеек. Ну, мне кажется, что это же премия, поэтому здесь нужно, так сказать, оценивать скорее работу коллектива в целом, а не каждого конкретного человека. Хотя и это, безусловно, нужно делать, и, поверьте мне, я это делаю. Но вот сейчас вот говорить, этот хороший, это плохой, как вы понимаете, это же невозможно и неправильно. Потому что вопрос не в том, кто хороший или плохой. Вопрос в том, как мы руководим этим процессом.
Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно или нет? И если мы не добиваемся этого, в том числе и ваш покорный слуга, значит, мы сами в чем-то не дорабатываем. Продолжаем. Чуть-чуть зарубежных СМИ. Еще давайте продолжим. Я вижу Рая, наши коллеги из Италии. Пожалуйста. Спасибо. Sergio Paini, Rai, итальянское телевидение. Добрый день, Владимир Владимирович. Насколько изменились отношения России с Италией при премьере Марио Драги? И может ли, по вашему мнению, Италия сыграть роль посредника в отношениях России с Евросоюзом? У нас отношения, насколько я их чувствую, между Италией и Россией, они не просто сложились как, ну, если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Но мне кажется, что это имеет такой надпартийный характер. Вне зависимости от тех сил, которые на сегодняшний день возглавляют Италию, Итальянскую республику, правительство, все-таки мы продолжаем то, что было заложено еще господином Берлускони. Ведь это он был инициатором укрепления отношений, скажем, между Россией и НАТО. Он предложил ряд проектов долгоиграющих, в том числе, кстати, и в сфере малого и среднего бизнеса. Вот это все продолжается вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент времени оказываются на вершине политической власти. И вот этот надпартийный консенсус общенациональный, на мой взгляд, является ключевым в отношениях между Италией и Россией. Конечно, Италия – страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сейчас сказал. Надеюсь, что так и будет. Мы с господином Драги неоднократно говорили по телефону, мы с ним в контакте, очень доброжелательно и весьма содержательно. По ряду вопросов, которые интересуют и Итальянскую республику в сфере развития наших экономических связей. И, конечно, в этом смысле, имея в виду и такой доброжелательный настрой, и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еврейских отношений. И даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО. Спасибо. Давайте, я вижу вот маленькую табличку СМА. Это, наверное, спинально-мышечная атрофия. Дмитрий Сергеевич, вот там кто-то сердечко какое-то поднимал. Давайте, может быть, придадим какое-то... Да, вот нет, там какое-то сердечко кто-то поднимал. Да. Вот, может быть, что-нибудь хорошее скажете? Мы тогда потом вернемся к вам. Спасибо. Сердечко поднимите выше, да, выше да, сердечко. Угу. Вот микрофон. Это П2, по-моему. И здесь тоже. Ну вот давайте вот сюда. Извините. Это не то сердечко? Да вот, давайте это. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Аумагат Владимир Владимирович, хайырлы сағатта, хурматлы коллегалар. Сәлем башқұрттарға. Я приехала из Республики Башкортостан. Меня зовут Гульнас Хайбульна. И, Владимир Владимирович, мы очень любим свой город, столицу Республики Башкортостан. И вы недавно подписали указ о праздновании 450-летия нашего города. Вот хотелось бы узнать, какую поддержку окажет именно федеральный центр в развитии нашего города? Ведь все знают, что в день рождения мы что делаем? Наряжаемся. Но дело даже не... Вот поэтому мы хотели бы провести этот праздник с большим размахом, но дело даже не в хороводах, концертах, потому что сейчас пандемия. Мы хотели бы, чтобы у нас строились новые социальные объекты, чтобы дороги были ровными, чтобы было много красивых зданий. Вот хотелось бы узнать, какую поддержку окажет федеральный центр, и в том числе вы, как президент, какой сюрприз нам готовите, и приедете ли к нам? Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно. Уфа — замечательное место. В Поволжье одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была и одним из центров исламского мира в России, и сейчас тоже остается таким. И вот, что касается юбилейных дат, то
мы не случайно выпустили с коллегами и соответствующий документ по подготовке. Но в ходе подготовки мы определимся с руководством республики о том, что является приоритетным. И здесь я хотел бы опять вернуться к тому, что здесь вот коллегой вашим было сказано, или вернее к вопросу, который был поставлен по многодетным семьям. Здесь не нужно нам дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, или, может быть, даже что-то немножко перераспределить, с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, так, как она этого и заслуживает. Но если дополнительные, можно и дополнительных денег подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики. Зур Рахмет, Владимир Владимирович, и еще можно вот предложение провести чемпионат мира по хоккею у нас возможно? Мы славимся Салаватом Юлаевым, и да, хотелось бы, конечно... Салават Юлаев – отличная команда, безусловно, и самого высшего качества. Насчет чемпионата мира, сейчас я не готов ответить, по-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, и там соответствующие сооружения даже готовятся. Но, тем не менее, это не от нас только зависит, это зависит от Международной федерации хоккея, и все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это будет возможно. Но Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести соревнования, международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении. Спасибо. Вот. Туда подальше. Вот выше? Ну, туда выше, да. Да, давайте выше. Владимир Ильич, а может быть СМА дадим? Вот спинально-мышечная атрофия. Да, пожалуйста. Всегда тема важная. Да, согласен. Представляете. Добрый день. Альберт Мусин, 4 канал телевидения Екатеринбург. На самом деле, две темы. СМА – это вторая. Первая тема, на самом деле, с чем мы изначально планировали прилететь и прилетели, это с поддержкой универсиады, точнее, с просьбой сделать все, чтобы универсиада 23 года, которая планируется в Екатеринбурге, состоялась. И ради этого мы даже привезли вам мяч, такой презент, с автографами самых именитых спортсменов нашей Свердловской области. То есть это и бойцы, и гимнасты, и гонщики, и все-все-все. Жаль, что он остался на охране, не пропустили из-за правил, но, надеюсь, до вас он дойдет. И вторая тема теперь все-таки СМА. Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет. Вот, поэтому я и сказал. И вторая тема, да, действительно, СМА, потому что большое событие произошло в начале декабря. Препарат Золгин-СМА, золотой укол, так называемый, который стоит больше 100 миллионов рублей, наконец-то зарегистрирован в России. Небольшое сейчас введение для коллег, что спинальная мышечная атрофия – это такое заболевание генное, которое не позволяет новорожденным детям прожить больше 2-3 лет. Они умирают из-за критических нарушений в развитии. И благодаря тому, что сейчас препарат зарегистрирован, многие семьи с такими детьми получили шанс на государственном уровне получить такую поддержку. Но они не понимают, как это будет происходить, все-таки за счет чего. Либо это будет через фонд «Кольцо добра», который также был организован в начале этого года, «Круг добра», и который также помогает детям со спинально-мышечной атрофией собирать эти деньги. И вот хотелось бы такой просьбой обратиться к вам, проработать какую-то четкую схему, как родителям с такими детьми, которым отведены месяцы, редко кому годы, куда им идти, как эту помощь получить, и вообще, насколько все такие родители смогут получить эти спасительные уколы. Их в России больше сотни человек, только в нашей области 33 ребенка с таким диагнозом. Спасибо. Значит, смотрите, во-первых, для того, чтобы расширить количество тех людей, тех детишек, ребятишек, которые нуждаются в такой поддержке, и был создан вот этот круг добра, фонд «Круг добра». Как вы помните, для тех, кто не знает, хотя мне кажется, что уже все об этом должны знать, тем не менее напомню, что источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают, скажем так, чуть больше или побольше, чем в среднем по стране. Вот на их дополнительные доходы
налог стал чуть больше. И мы с самого начала говорили о том, что все эти деньги пойдут на поддержку людей вот с такими тяжелыми орфанными заболеваниями, в том числе и вот со спинальной мышечной атрофией. Если раньше такую поддержку получали, по-моему, 74 человека всего в стране из средств, бюджетных средств различного уровня, то теперь уже там свыше 100, и, по-моему, даже свыше уже к 1000 подбирается. Я боюсь только ошибиться в цифрах, но это не важно. Важно, что на порядок большее количество получают эту помощь. Действительно, это очень дорогостоящая помощь. Не буду скрывать, вчера только с коллегами обсуждал этот вопрос. По их мнению, ситуация после первых шагов работы этого фонда, я сейчас не буду все в деталях рассказывать, как мы организовывали, как принимаются решения, потому что мы хотели, и я хотел изначально, чтобы распределением денег занимались не государственные структуры, а абсолютно независимые, порядочные люди, пользующиеся репутацией в обществе, такой репутацией в обществе. И в целом, вот мне вчера сказали, что в целом работа настроена на сегодняшний день. Там это в рамках, через портал госуслуги наверняка можно получить информацию, через соответствующих медицинских работников на местах. Вопрос сейчас не в этом. Это все технические вещи, которые можно выстроить. И думаю, что, Альберт, вы, как человек, который этим занимаетесь и сопереживаете этим семьям, этим ребятишкам, и вы, и такие люди, как вы, поможете им разобраться. Проблема сейчас в другом. В возрасте реципиентов этой помощи, получателей этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет, но будем надеяться, что при использовании данной терапии и других возможных средств, которые наверняка будут появляться в дальнейшем, мы сможем все-таки продлить и жизнь, и качество жизни людей, которые страдают этими и другими подобными заболеваниями, продлить. И нам нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают 18-летия. Потому что вот пока это только до 18 лет. Но мы думаем над этим. Обязательно ни в коем случае не оставим это в стороне. Вот, пожалуйста. Вот там, девушка, повернитесь там. Да, вот, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Александр Федорчак, телеканал Крым-24. Благодарю вам за возможность, что дали задать вопрос. И, в принципе, от лица всей нашей республики хочу сказать спасибо за те преобразования, которые происходят. У нас за 7 лет очень сильно изменилась инфраструктура, начали строить дороги, детские сады и так далее, но, к огромному сожалению, связь мобильная осталась на том же уровне. И крупные операторы связи российские к нам зайти, к сожалению, пока не могут. Как можно этот вопрос отрегулировать на государственном уровне и возможно ли это в ближайшее время, что к нам все-таки пойдут крупные операторы? Спасибо. Да. Ну, это понятно, с чем связано. С санкциями, которые вводят наши западные партнеры против крымчан. Я уже говорил, и против Крыма, говорил, странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым – жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывают? А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии, что кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один. Плевать они хотели и на интересы крымчан, России, и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Вот и все. Но мы, понимая это, должны соответствующим образом реагировать. И мы будем это делать дальше. Так же, как решали
не до конца, но я уверен, мы решим вопросы с водоснабжением. Так же, как мы это решили вопрос с энергообеспечением, вообще с электричеством, с развитием инфраструктуры, не только Таврида. Там я договорился уже с правительством, просил их об этом сделать. Знаю, что запланировано. Там будут съезды от Тавриды к побережью. Так, мы, безусловно, будем заниматься развитием инфраструктуры городов и неприбрежных городов Крыма. Как вы сейчас сказали, будем продолжать строить и лечебные заведения, и детские сады, и школы. Будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного. Кстати говоря, Крым и Севастополь, они позднее включились в эту систему, значит, реновации жилья и выселения из аварийного жилья. Но мы обязательно, и поэтому они немножко отстают, вы немножко отстаете, и Крым, и Севастополь немножко отстаете от этой программы расселения аварийного жилья. Но мы обязательно будем на системной основе решать вопросы всех проблем Крыма, в том числе и расселения аварийного жилья. Что касается мобильной связи, так же, как и по другим направлениям, мы найдем способ для того, чтобы обеспечить интересы людей. Я сейчас не буду заранее забегать и полностью, так сказать, информировать вас и собравшихся, как мы это сделаем, чтобы не помешать самому процессу. Но мы это будем думать и, надеюсь, решим эту проблему. Там есть вопросы с доходами, там есть и вопросы, вопросы с доходами населения есть. Я знаю это. С уровнем заработной платы, с уровнем цен. Все постепенно будем решать. Постепенно, но уверенно. И, надеюсь, крымчане и севастопольцы это чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра. Вот, ну, Дмитрий Сергеевич, давайте. Да. Владимир Ильич, ничего не было про спорт, никто не спрашивал, но я вижу спорт? Дмитрия Губерниева. Пожалуйста, Дмитрий. Наверняка же про спорт. Здравствуйте, как только догадались. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, здоровья, удачи и терпения, которое нам необходимо. Помните, наши спортсмены всех победят. Велик соблазн спросить про вид спорта, который нас всех объединяет, это биатлон. Но практика показывает, что в каждой гонке мы будем действительно бороться за медали, в том числе и на Олимпийских играх. И хочу, Владимир Владимирович, спросить про Олимпиаду, как раз куда вы поедете и примете участие в церемонии открытия в Пекине. Но, тем не менее, с учетом политического бойкота, который уже известен со стороны очень многих лидеров, в том числе и президента Соединенных Штатов Америки. По-вашему, в чем подоплека? И не напоминает ли вот эта ситуация определенного давления на Китай, на тех людей, которые приедут честно, чисто соревноваться, вот все то, что происходило перед Олимпийскими играми в Сочи? Спасибо большое. Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал, значит, блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же самые грабли. Чем это вызвано? Значит, дипломатический, политический бойкот Китая с попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может. Спорт, так же как искусство, должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами. И когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Потому что и те последние, не такие уж большие варианты восстановления, поддержания, развития отношений между странами, они уничтожаются и ликвидируются по соображениям сиюминутной политической выгоды. Это ошибка. Но ничего не поделаешь. Все совершают ошибки. Правда, не все их повторяют, но вот это тот самый случай, когда ошибка повторяется. А причина только одна. И санкции, и в отношении, скажем, России,
Нет никакой другой причины, поверьте мне. Дело не в фамилии руководителя страны, дело не в каких-то текущих вопросах, проблемах. Дело только в одном – попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову возможным конкурентам. Вот я говорил о той ситуации, которая складывалась вокруг развития движения НАТО на восток. Ну зачем надо было это делать? Вот был такой деятель социал-демократической партии Германии Эгон Барр. Он предложил выстроить систему безопасности в Европе после ухода советских войск из Германии и из Восточной Европы на новой основе, сохраняя НАТО, не включая центральные и восточноевропейские страны в НАТО, создать новую систему безопасности, равную для всех, с участием и Канады, и США, и России. И, дальше сказал он, это справки из архива, я читал эти переговоры его с советским руководством, с Фалиным там и с другими. Или, говорил, если мы этого не сделаем, то виртуальная Берлинская стена будет двигаться дальше на восток. И мы будем иметь те же проблемы, что и сейчас, что тогда. Именно так все и произошло. А почему? Это попытка сдерживать. Но это ошибочная политика. Так же, как ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня уж Китай по паритету покупательной способности, экономика Китая больше, чем американская. Пройдет там еще 35-й год, 50-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. Но надо понимать это. А может быть, понимая это, они действуют таким образом. Это ошибка. А что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта. Я видел там ДФО, Дальний Восток, да? Вот синий пиджак. Это С3. Да, давайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Всегда рады видеть вас во Владивостоке. Спасибо. Что я хотела спросить? Я рад всегда приезжать во Владивосток, особенно после проведения соответствующих известных мероприятий международного характера АТЭС, и после того, как началось возрождение и преображение Владивостока. Надеюсь, что все, кто там живут на Дальнем Востоке, чувствуют это, видят. Но еще многое предстоит сделать. Итак, ваш вопрос, пожалуйста. Это правда, преобразования грандиозные, конечно, но я хотела спросить вот о чем. На первом плакате у меня было написано «Однушка за 8 миллионов». Это не в том смысле, что я хочу ее продать. А дело в том, что цены на жилье в Приморском крае достигли просто невиданной какой-то высоты. При том, что действительно у нас очень хороший уровень строительства. Мы строим очень много жилья, и это темпы все наращиваются и наращиваются. Решаются многие проблемы. Но при этом уже стоимость однокомнатной квартиры достигла 8, 9, 10, даже 12 миллионов рублей. То есть мы практически подходим к московским ценам. На это очень сильно повлияла и дальневосточная ипотека, которая для многих стала спасением, но при этом она очень сильно повлияла на рост цен. И это вот большая беда для Приморья. Мы вошли в тройку регионов по оттоку населения, в первую тройку регионов. То есть народ просто бежит с Дальнего Востока. Владимир Владимирович, нужно что-то с этим делать. Необходим специальный какой-то механизм сдерживания роста цен на жилье. Иначе вот просто мы останемся без молодежи, например, в Приморье. Значит, смотрите, Ирина, да? Действительно, у нас выстроилась целая цепочка поддержки жилищ. Садитесь, пожалуйста. Целая цепочка поддержки строительства жилья. Для Приморья, для Дальнего Востока 2% годовых. Сельхозипотека 3%. Для детей с детьми 6%.
И мы еще продлили льготную ипотеку на следующий год под 7%. И, конечно, при определенном уровне развития строительных технологий, хотя он растет постоянно, уровня промышленного производства стройматериалов, то есть предложение, это все-таки сказывается на ценах. Но дело не только в дороговизне, ведь мы же 2% это ввели для того, чтобы понизить. И в целом это сыграло свою роль. Сыграло. Но депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Мы, конечно, сейчас думаем над этим и для страны в целом, потому что вот эта дешевая ипотека, она ведет к подорожанию. Но все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили. Все-таки позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается. В том числе это касается и ИЖС. Еще недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать. Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать. Первое. Второе, надо, конечно, развивать социалку. Строить, укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, школы строить, детские сады, чтобы комфортно было жить там. Для этого у нас целая программа огромная, в том числе создание специальных зон, опережающего развития, льготные различные формы кредитования и так далее, и так далее. Для этого кластеры целые развиваются. Вот недалеко от Владивостока развивается, как вам хорошо известно, завод «Звезда». Да? Но такого крупного судостроения не было даже в Советском Союзе. Там один из самых крупных больших сухих доков построен. Мы там не только теперь можем, если понадобится, конечно, строить крупные морские военные суда, но и строим уже специальные суда гражданского назначения для обслуживания офшорных зон, там, для работы в море и так далее, и так далее. И это все происходит. Вы знаете, ведь туда люди едут на работу из европейской части. Вот туда едут. Почему? Потому что интересно. И зарплата приличная, и работа интересная, высококвалифицированная работа. Вот так нужно действовать по всем другим направлениям на Дальнем Востоке, включая, скажем, дальнейшее укрепление и создание города Циолковский и нового космодрома для гражданских целей. Там автомобилестроение надо развивать, и не только на базе крупномасштабной крупной сборки, но и на собственной базе. И это тоже происходит. В общем, нужно работать по всем этим векторам, и тогда жизнь там станет привлекательной. Планы есть. Это просто вещи таких вот длительных циклов. Но все-таки работа идет, и ситуация улучшается. Если что-то нужно сделать дополнительно, у вас есть конкретные предложения, сформулируйте, направьте нам, мы с удовольствием их рассмотрим и изучим. Ладно? Спасибо большое. Владимир Ильич, мы уже работаем... Да, я думаю, что мы уже всем надоели, поэтому надо завершать. Поэтому давайте... Сейчас. Тихо. Сейчас, одну секундочку. Мы сделаем так. Вот с этой стороны, вот здесь по центру, и с этой стороны по одному вопросику. Дима, выбирай любой плакатик. Давайте. У нас. А вот Дагестан, я вижу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Магомед Магомедов, Республиканское информационное агентство «Дагестан». Наш глава на встрече с вами приглашал вас в республику на год Расула Гамзатова.
на юбилей Расула Гамзатова, который будет в ближайшее время. Но республику сегодня сотрясает некий такой энергетический кризис. При этом он практически во всем. В водоснабжении, электроснабжении и газоснабжении. Проблемы эти накапливались десятилетиями. Это не проблема сегодняшнего дня. Но есть понимание ваше, мы это видим. Есть понимание главы республики, федерального собрания. Но при этом проблема не решается, так как она связана в большинстве своем от коммерческих структур, реализующих свою работу в республике. Владимир Владимирович, нам нужно ваше содействие. В 1999 году Дагестан был важной частью истории России, новейшей истории России, сыграл не последнюю роль. Сегодня, наверное, жителям республики как никогда нужно ваше влияние, чтобы представители тех или иных энерготранспортных, в первую очередь, структур, которые находятся под управлением Россетей, Газпрома, Русгидро где-то, чтобы они уделили внимание и начали не только собирать какие-то дивиденды в республике, а и вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы люди сегодня имели возможность иметь достойную, качественную жизнь в республике. Еще раз приглашаю вас в Республику Дагестан на юбилейный год Расула Гамзатова. Мы знаем, как вы относитесь к Дагестану, и вы знаете, как Дагестан любит вас. Спасибо. Да, секундочку, Магомед. Мне бы все-таки хотелось поточнее понять, в чем сейчас конкретно проблемы, связанные с энергетикой, заключаются? Я вам скажу так, Владимир Владимирович. Дело в том, что энерготранспортные системы в республике, они очень сильно изношены, либо не могут выполнять вот ту функциональную нагрузку, которая сегодня необходима. В связи с этим есть, конечно, проекты, которые в регионе реализуются руководством региона, но руководство региона тоже не может справиться с этим, потому что на уровне жителей кажется, что нет понимания тех коммерческих организаций, которые представлены вот в республике. От них больше зависит, как работает вот эта система. А вертикаль, она такова, что они управляются где-то вот из федерального центра, а не из республики. И механизмов влияния на месте нет. Вот такая проблема. Какие это компании? Скажите. Электричество. Это какие? Сетевые компании? Сетевые компании, да. Россети? Ну, наверное, подведы Россети. Я не готов вот точно ответить. Да, хорошо, да. Я разберусь. Да. Что еще? Потом, что еще? Водоснабжающие компании. Водоснабжающие? Водоснабжающие, да. Какие-то находятся в руках коммерческих там компаний, вот, российских. Тоже, наверное, имеют отношение и к Русгидро. И достаточно большая проблема с транспортировкой газа в селы. Спасибо. Да, я обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь. Россети, наверное, там есть какие-то подразделения Россетей. Что касается водоснабжения, это надо посмотреть, как руководство республики это организовало. Это является, значит, водоснабжение и сети водоснабжения и водоотведения, они на республиканском балансе, либо переданы в управление каким-то коммерческим структурам. С этим просто нужно разобраться. То же самое, Русгидро надо посмотреть. Я сейчас не могу ответить по каждому из этих вопросов, но точно совершенно представляю, о чем там может идти речь. Мы поразбираемся. Хорошо? Спасибо, Владимир Да. Владимирович. Но хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания с приближающимся Новым годом, потому что действительно к Дагестану у меня особое отношение. Но, собственно говоря, значит, работа в Дагестане сейчас, видите, является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдуалиевич стал руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Владимир Владимирович, мы видим ваше внимание и всегда это чувствуем там на месте. Поэтому и от журналистского сообщества, и от жителей республики спасибо. С наступающим Новым годом. Да, благодарю вас. Спасибо, всего доброго. Давайте вот по центру, да, так, любое. Дима, любой плакатик там. По центру. Ну вот по центру, девушка в зеленом костюме, да, давайте. Девушка в зеленом, ага. Здравствуйте, Юлия Измайлова, главный редактор газеты «Молодой ленинец», город Пенза. Город Пенза? Город Пенза. Да. Владимир Владимирович, индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%. При этом
Это намного ниже инфляции. Цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу? Ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции. Спасибо. Да, я с вами полностью согласен, и мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. Это первое. Второе, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять там, просто для справки, для того, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих. Пожалуйста. Ну вот, да, Дима, куда? Мне... Давайте общественное телевидение России. Да, пожалуйста. Да. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ольга Арсланова, общественное телевидение России. Вопрос навеян нашими зрителями, которые нам звонят в прямой эфир. Известно, что в крупных городах реализуются очень серьезные, дорогие инфраструктурные проекты. А деревня в нашей стране даже в 21 веке остается деревней, архаичной. Причем нет самого простого. Бывает, есть ученики, школа в аварийном состоянии, их возят в соседнее село, там за 20 километров. Бывает, что последний автобус не ходит, потому что дорога развалилась. И доходит иногда до смешного. В деревне нет ни туалета, ни воды, но интернет проводит. Собирается ли государство заниматься инфраструктурными проектами в селах, а не только точечно латать какие-то дыры? Спасибо большое. Обязательно. Во-первых, это все делается в рамках соответствующей программы социального развития села. И она будет наполняться соответствующим финансированием. Это первое. Второе. Те проекты, в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упоминал, в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно в сельской местности, на селе. Да, село демонстрирует у нас очень хорошие показатели на протяжении последних лет. И, конечно, это должно отражаться на социальном благополучии, социальных настроениях людей, которые обеспечивают нам этот уровень производства и уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания. Значит, вот, например, мы уже, по-моему, упоминали о программе реновации школ и строительстве новых школ. Так вот, опережающим темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, и именно это будет, безусловно, обеспечено. Что касается интернета, то не случайно, вы сейчас упомянули о том, что вот интернет есть, а в этом самом, в деревне может не быть там каких-то элементарных вещей. Ну, конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить для того, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населенных пунктах. И что касается малых населенных пунктов, предусмотрены дополнительные средства на то, чтобы решить эту задачу. В общем, это, конечно, комплексная, большая задача, касающаяся и развития инфраструктуры. Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, пойдут именно на развитие сельских территорий. Ну и давайте завершающий. Дима, давай, завершающий. Давайте, Валерий Самфиров, тоже один из ветеран президентского пула. Пожалуйста. Владимир, просто уточнение небольшое. Вот вы викторину сделали по поводу президента, который сказал, что бойкоты Олимпиад были неправильно. Это Трамп был, вы разговаривали? Нет. Понятно, больше старше, значит. Хорошо. Да, точно. Вопрос мой про наступающий 2022 год. Вы знаете, он ничего хорошего, так вроде бы он не несет, так кажется, что достаточно будет скучно. Вы будете в напряжении всех держать по-прежнему, не скажете, когда выдвинете ли свою кандидатуру в 2024 году на президентский срок новый.
Но по-прежнему, наверное, продолжится пандемия, по-прежнему, наверное, будет ограничения, связанные с этим, определенные. По-прежнему ВОЗ, наверное, найдет еще какую-то причину для того, чтобы не признать спутник ВИ. По-прежнему наша команда будет выступать олимпийская без своего флага и без своего гимна. Вот в связи с этим, как вы считаете, что может дать в наступающем году оптимизма и счастья, как не только в озорнице, как сказал один классик, как в свое время сказали вы? Спасибо. Еще раз, что может дать наступающий год? Что может в наступающем году дать нам всем счастье и оптимизма, а не только в озорнице? Счастье и оптимизма. Реализация наших планов. Ну а как же, в этом же весь смысл нашей работы. С тем, чтобы жизнь стала лучше у людей. Вот по поводу там возможных политических, всяких внутриполитических событий крупных, выборов и так далее. Ну, понимаете, мне кажется, нужно сейчас думать не об этом. Вот девушка, там ваша коллега спрашивала по поводу обеспечения интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать. Инфляция выросла, сможем мы ее понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров? Да, они растут, но мы обязаны обеспечить это так, как обещали раньше, в соответствии с определенным уровнем инфляции. Вот на это надо всех настраивать. Все уровни власти, и наверху, и региональные, и муниципальные, на обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей. Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, и нужно их эффективно использовать, с тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Вот счастье это или несчастье, но мы обязаны это делать, и я буду настраивать все руководство страны на работу именно в таком ключе, для того, чтобы добиваться поставленных целей, решать задачи, которые стоят перед нами, в интересах граждан Российской Федерации. Вот, чтобы у нас все-таки женщина задавала последний вопрос, давайте завершающее. Давайте девушкам дадим какой-то. Чтобы девушка. Да. Ой. Вы же не девушка. Владимир Ильич, а вы никого не видите сами, нет? Да, нет. Может быть, Россия культура, вот я вижу, вот на самом деле. Да, пожалуйста. Дайте первый ряд по центру. Здравствуйте. Яна Музыка, телеканал «Россия. Культура». Владимир Владимирович, все больше и больше появляется административных и даже уголовных дел, связанных с обвинениями в пропаганде экстремизма, по обвинениям в оскорблении чувств. И под статью могут попасть, например, творческие люди, авторы спектакля, фильма или книги, и даже самые обычные граждане, которые просто разместили какую-то фотографию в сети. И вопрос такой, все-таки где грань между защитой чьих-то чувств, моральной нормой и правом художника на свободу творчества и на самовыражение? Размещение каких-то фотографий, вы сказали, и право художника. Размещение Гитлера на сайте или Гиммлера там, на сайте Бессмертного полка – это свобода творчества? Вот давайте мы задумаемся над вот этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения нет движения вперед. Нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Вот. Но нужно понимать, что вот эта свобода, она вступает в определенные противоречия с целями, ради которых мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. Вот вы представитель средств массовой информации и уважаемого. Культура очень хороший канал. Значит, ну вот оскорбление в адрес пророка Мухаммеда – это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам.
И это вызывает к жизни другие, еще более острые и экстремистские проявления. Вот там взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Но зачем же нам до этого допускать? Вот эта свобода, она должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются такие или иные действия. Я вот уже говорил о том, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и к традициям друг друга. Это действительно такая очень мощная база существования, основательная база существования России как многонационального государства. Вот чувствуется, что в других странах мы наблюдаем дефицит такой культуры общения. Зачем же нам этот дефицит, как иммунодефицит, переносить в нашу среду, в наше общество? Но это должны быть и внутренние ограничения. Вот у нас собрались руководители и собственники крупнейших наших сетей, создали общественную организацию и приняли определенные внутренние правила. Как выстраивать свою работу таким образом, чтобы не вредить людям, не наносить ущерба подросткам, детям и так далее, и так далее. Ну вот по этому пути, мне кажется, надо идти. Вот. Ну и давайте завершающий. Вот там девушка в белом. Да, да, пожалуйста, прошу вас. И закончим. Да. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зухра Ишмухаметова, информагентство «Спутник». Вопрос про Афганистан. 15 августа мы все наблюдали, как талибы взяли власть в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, ныне экс-президента. Вопрос такой. Признает ли Россия правительство талибов и каковы перспективы развития российско-афганских отношений? Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имея в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос, потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда каких-то экстремистских элементов не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений. Кроме всего прочего, с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. 90% опиатов на мировом рынке – это афганского происхождения. Это тоже нас не может не беспокоить. Но что касается признания, в целом надо исходить из реалий, исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы, и только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане. Но что нужно сделать сейчас, безусловно, нужно оказать помощь афганскому народу. И это прежде всего должны сделать те страны, которые нанесли такой огромный ущерб, урон и афганской экономике, и самому афганскому обществу. Вот кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны прежде всего оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, но прежде всего нужно разморозить авуары, денежные авуары Афганистана в иностранных, прежде всего в американских банках, с тем, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объеме афганскому народу. Иначе там просто голод может наступить и тяжелые последствия, которые затронут и близлежащие государства.
Что касается признания, то мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил. Но мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным. Все. Может, еще одну девушку давайте? Ну, вот давай. Из самого центра. Вот, давай. И все, вот давайте, вот девушка в красном. Встаньте. Ксения Анатольевна, это не вы уже были. Добрый день, Авторадио, Илона Озерова. Да. Напоследок хотелось бы личный вопрос, несколько буквально быстро, с учетом пандемии. Ну, во-первых, испытываете ли вы недостаток в личном общении, возможно, дефицит эмоций, впечатлений? Вот вы говорили, что с своими подчиненными общаетесь сейчас в формате расстояния 3 метра. Эффективно ли это, когда нет контакта в глаза? Или, может быть, видеоконференц-связь сейчас, ну, это какой-то более прогрессивный способ общения, более эффективный иногда даже, как минимум быстрее. Ну и второй вопрос. Сейчас, секундочку, я сразу отвечу на первый. Ну, разница в 3 метра, она не играет существенной роли. Ну, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом. А когда вот у меня коллега сидит вот совсем рядом, ну, разница практически не ощущается никакой. Но и плюс к этому общение через современные средства связи, в целом работа налажена должным образом. Но общение вот с какими-то с близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно совсем вот встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает. Я думаю, что так же, как и любому другому человеку. Так, и еще один вопрос, это спортивного режима он касается. Удается ли вам его соблюдать сейчас с учетом пандемии? Если какие-то изменения, если есть, то какие? И последний самый, это досуг. То есть, опять-таки, пандемия, ваш личный напряженный график. Удается ли отслеживать какие-то театральные новинки, кинопремьеры? Следите ли вы за деятельностью блогеров популярных? Смотрите ли, может быть, иногда модные сериалы? Ну, честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности. Вот. А что касается спорта и досуга, как у меня практически досуга-то не бывает, но спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и желаю вам всего самого хорошего.